допустим, смотрите, может будет видно, вот смотрите, гротовые, которые считаются одними из самых тоже древних гротовых захоронений, Ялхоройские. Мы видим и здесь же сейчас я хочу вам показать по петроглифам, которые как раз задал наш брат. Вот эти петроглифы. Национальные петроглифы. Вот. Что есть здесь из оружия, из могильников, всегда первый, кто задонатил и поддержал наш канал, обычно он бывает единственный, но это наш брат Айса Гудермесский. Айса, твой донейшн дошел. Баркел Дейрес Хелон за то, что поддерживаешь, не забываешь поддержать наш канал. Благодаря вашей поддержке мы существуем, продолжаем работать. Работу, которую мы проводим, которая очень важна для нашего народа, для нашей истории, культуры и географии, само собой. Сегодня мы, конечно, будем рассматривать разные вопросы, включая максимально мы будем сегодня рассматривать не только аспект в историческом плане, как географического, также и будем обсуждать и различного философского рода вопросы, потому что люди многие акцент делают, что мы только говорим об истории, что это... Нет, мы можем говорить на любую тематику, главное, чтобы вам было интересно, касалось, в том числе это касалось нашей этнографии, культуры, истории, адатов, географии, без разницы. И мы максимально открыты для всех и для общения. У нас нету прямой цели, которая кого-либо там. Но вы должны понимать, что в директ поступает огромное количество, сотнями, иногда даже бывает и за сотню переваливает 200-300 вопросов. Иногда на одну и ту же тематику, а ты видел. В последнее время меня очень сильно засыпали различными пабликами горе-блогеров, которые закидывают якобы национальный истанг с указанием чеченских исконных территорий. Я по этому поводу скажу так. Я их, конечно же, публикую, показываю, что это фейки. Почему я это делаю? В чем я вижу проблему? И в чем реальности это мина замедленного механизма, фактически являясь потомками одного отца,
но сегодня утверждать, что глупые вот эти утверждения, мы друг другу родня, но мы не одни. То есть мы родня, но мы не один и тот же, как бы. Не бывает такого. Родня может быть только по крови, по твоему роду. А это как получается? Не думайте о суммах, не думайте о разнице, никакой нету. Любая поддержка, это очень важно для нашего канала. Так вот, от одного отца двое сыновей. И через определенное время они говорят: мы родственны, но мы не одно и то же. Хотя отец один. Так не бывает. И поэтому это очень глупо выглядит, когда ты показываешь с одной стороны, вроде бы мы одно и то же, а с другой стороны у тебя получается, что мы разные, одни якобы. И брат Анзор поддержал наш канал. Анзор дал Ахваль, ДРС Хейл за поддержку, за то, что поддерживаете наш канал. Это, конечно, можно было бы оставить, может быть, это было бы неважно, если бы реально были чужие люди, реально были не родственны. Мне многие задают вопрос, почему вот ты часто затрагиваешь эрстхой, почему ты там впрягаешься, почему тебя просят или проплачивают. Мне никто из уарства ничего не платит и не должен. Это часть моего народа. Если что-нибудь скажут про меня, это значит, говорят и про уарство. Если говорят про уарство, значит, это говорят про меня. Поэтому я ни в коем мере не позволю ни оскорбления, ни обзывания, кем бы ни были, какие бы научные бы ни были эти работники. Я этих людей буду разоблачать и показывать, что это ложь. Но вы сами должны догадываться, как уарство и где прямое доказательство этому. Взаимодействие с соседями, взаимодействие с кочевниками. Если ты древний, тейп, оно должно было быть, оно не может не быть, потому что кочевники занимали все плодородные земли, плоскостные территории на протяжении 1000 лет. Без малого 1000 лет. Окей, хорошо. 100 лет, 200 лет. Но пришли в 13 веке, фактически, 1221-1222, первое вторжение монгольской орды, Субидей Джабе. И после этого Золотая Орда, хромой Тамерлан, вплоть до 15 века, фактически без малого, если мы не считаем гуннов, если мы не считаем остальных, то мы видим, что непосредственно кочевые племена присутствовали. После Ногайская Орда, от которых остались, мы с ними взаимодействовали. То есть обвинять, есть некоторые норницы, которые искажают и не знают, что такое раса. Ногайцы и монголы – это одна раса, это монголоидная раса. И даже здесь они на этой территории существуют без малого по описаниям. Послушайте меня, с 13 по 21, 800 лет. 800 лет эти народы, ныне этносы, живут на Кавказе. Как полноценные владыки левой стороны от Каспийского моря, Терека, и до, включая до Пятигорья. То есть они называются, и на всех картах эти документы есть, это Ногайские степи, Ногай называют. Я не говорю об уничтожении, что там Суворов их сократил, одно из воинствующих племен. Мне про их, вы должны это понимать. На протяжении 800, даже если бы 1000 лет прошло, хорошо, возьмем
сами, 1000 лет они живут здесь, на Кавказе. Они не изменились, они остались нагайцами, они остались кумыками, они остались калмыками, они живут на Кавказе, ну, при Кавказе, при Волжье, и они не изменились. Как сегодня можно кого-то называть, что якобы они то же самое или от них произошло? Но не может, понимаете, двухметровые или блондины, или рыжие, или произойти от другой расы и измениться так. Во-первых, чтобы этот симбиоз или это скрещивание произошло, тогда получается, если бы даже гипотетически это была правда, это должны были все чеченцы, ногчи, жениться на нагайках. Тогда, потому что по отцовской линии они в основном переходят и становятся там, преобладающий ген бывает отцовский в основе своей. Но бывает и материнский, я не говорю там 50-50. Но не стали, понимаете? Не стали ни монголами, не стали, ни нагайцами не стали, ни калмыками не стали, ни кумыками не стали. А то, что они со своей языковой культурой, что они выстроили города, или если они города, если они выстроили села, если они распространяли какие-то познания, если они все это делали и у них заимствовали чеченцы, которые провели реконкисту и начали спускаться с гор, отвоевывать свои земли, и что-то переняли у них, тут ничего плохого нет. Здесь плохого ничего нет, это развивается на сегодняшний день, происходит то же самое. На самом деле ни один ингуш, ни один грузин, ни один дагестанец, никто до сих пор не изобрел нормальную одну хорошую машину. Машину, на которой ездят. Самолет, ракету, мобильную связь. Это касается всех почти что кавказских народов. Вот чтобы национальное было такое вот. Да, вино, там эти, туда-сюда, кухня, я вполне может быть. Но не сделали. Но мы все пользуемся этими благами. Если, еще раз повторюсь, я это много раз говорил, от того, что вы пьете грузинское вино, вы не становитесь грузинами. От того, что вы ездите на Мерседесах, вы не становитесь немцами. Там, допустим, если вы ездите на BMW, вы не становитесь баварцами. Вы должны это понимать. Это тупое сравнение говорить, что вот якобы вас делали там. А последнее заявление этих норницев и недоумков заключается, что якобы чачан в переводе с этого языка, в переводе с того языка называется так-то, так-то, так-то. Ну так я тоже могу сказать. Про любой народ соседний. В переводе с нашего языка, что как мы его называем. Будь то гюржи, будь то сюлай, будь то галгай, будь то галгаской, будь то там любой. Любой национальности у каждого человека есть, их по каким-то приметам, их фиксировали, записывали. Если вам не понравится обратное, как вы называете, как вас называют, как, я не знаю. Это болезнь должна быть какая-то патологическая ненависть, зависть. История говорит совсем о другом. Формирование народов происходило не за счет одного этноса, как таковой. И еще хочу привести пример. Вот, мне сегодня и напомнили это. Многие говорят там, стубин, вошвы, гордуй, пишут норнийцы, упрекая. Конечно же, там есть документы, где есть и у тех норнийцев, кто говорит уст-бин-вош. У нас ту-бин-вош, у них уст-бин-вош. Я хочу сказать так. Испокон веков, пока существовала история, есть один пример. Стегвач, стеганте, цэнцэ, гонак, васталдиха, урвац, цюнг, хатей, панхил, мегадуй, эл-урвац. Перевожу на русский язык, чтобы было понятно. Только к настоящим мужчинам и достойным людям могут пойти и попросить у них политическое убежище, если говорить сегодняшний термин.
И если они были у нашего народа, они пошли к сильным, могущественным и справедливым соседям, к трусам, к балаболам, сказочникам, пантагонам. Никто не пойдет просить помощи или просить политического убежища. Политическое убежище упросит у сильных, достойных. Это касаемо Столбин-Ваш и так далее и тому подобное. Слабые рода, которые погибли в войнах, которые были достойные, просили и переходили, если переходили. Кто-то переходил, кто-то не переходил. Но они не становились рабами, они становились полноценными частью этого тейпа и этого общества. Поэтому у наших некоторых тейпов есть гаплогруппа и J2, есть и L3, есть и Q, есть и J1, и ничего в этом нету. А то, что плавно и очень и по адатам, и по культуре, то, что смогли некоторые в данной ситуации адыги и нохчи культурно приобщиться к друг другу, помогать и никогда не упрекать, этим всегда гордились. В том, что вы говорите, некоторые норнийцы, о чистоте крови. Ну, типа, вот мы чистокровные, мы только со своими там и так далее и тому подобное. Но нет на Кавказе ни одной нации, кто мог бы такое говорить. И эта нация бы не выжила. И у них было бы огромное количество умственно отсталых, с различными заболеваниями генетическими, со скулами. То есть там бывает, ну, стоматологи лучше знают, челюсти какие-то иначе бывают, носы бывают иначе. Ну, они отличаются, эти люди. Это от кровосмещения, то есть фактически, извините за выражение, это чуть ли не инцест. То есть когда ты со своими. У нас же есть очень много примеров, когда запрещено жениться, категорически запрещено жениться не только на двоюродной сестре, на троюродной сестре нельзя, четвеюродной сестре нельзя, нельзя ни по материнской, ни по отцовской стороне. Это было позорно. По адатам нашего народа это было позорно. А когда это начали разрешать, и когда это сегодня как бы считается нормой, начинает, это большая тема, можно ли жениться на двоюродных, вы знаете, эта тема пошла с распространением ислама. Но распространение имеется в виду одного непосредственно течения, преобладания этого течения и объяснения. Но опять же, исковерканная частью, сравнивает период, когда мусульман было мало, а язычников было много, и чтобы не выдавать за язычников, выдавали за двоюродных, троюродных братьев, сестер. У арабов, не у нохчи народа, у арабов это было позволено. И ислам это не запретил, и Всевышний это не запретил в тот период. Сейчас надобности в этом нет. Особенно у нохчи народа вообще нету надобности в этом. Преобладающее большинство это женская половина. Сейчас еле-еле начало выравниваться. Ну, по статистическим данным, по крайней мере, так говорят. Ну, не было это в нашей культуре. Да, есть какие-то религиозные там тейпы, которые говорят, за наших выйдем, это есть. Я не скрываю, оно есть у нас. Только за своих выдавать там. Но по сути своей, вот эта палитра, разнообразие наших тейпов L3, Q1, J1, J2. Я как бы в принципе, я главные говорю большие ветки. Там есть и T, есть и другие, я вообще не об этом сейчас речь.
Это только укрепляет нацию, усиляет ее с точки зрения непосредственно генетики. Чистая кровь и все остальное, это вот уже, конечно, грань язычества. Культ язычества. Вы уж извините, но оно так есть. Это не говорит о том, я не говорю, что ногчи должны жениться там на киргизках, таджичках, там, узбечках, там, дагестанках. Не об этом речь. Сегодня на Кавказе 98%, 97% это мусульмане, включая шиитов. И 3%, какие 3%, я говорю, Осетия, Грузия и Армения, возьмем это христианское. Остальные все мусульмане. Достаточно женщин, достаточно мужчин, чтобы они могли жениться, азербайджанцы могли жениться на азербайджанках, адыги на адыгейке там, и так далее и тому подобное. Здесь проблем нету. Но мы всегда говорим о чем? Это очень болезненная тема, можно ли, нельзя ли. По всему миру 200 миллионов арабов. Эти арабы могут обойтись и не женившись на наших женщинах. Со всем уважением к нашей религии и все остальное. Но нет у нас надобности такой. Нету. То великое могущество, которое было ранее у арабов, оно утеряно. К радости или оно утеряно. Вам нравится это или нет, оно утеряно, и чем дальше становится. Почему мы это говорим? Мы видим сегодня ситуацию в Палестине. Вокруг все арабские страны. За какие-то политические моменты. Одни закрыли границу, другие там тайно, третьи такое, четвертое такое. Нету единства в арабском мире. И что они могут дать нам? Зачем мы должны растворять свой маленький народ? Нас всего плюс-минус 2-2,5 миллиона, но мы должны распыляться там, отдавать своих сестер за любого мусульманина других республик. Зачем? Как поддерживать родство? Приедет, сами, вы же знаете, по сути своей, какие у нас очень сложные нравы. Да, мы добродушные, мы гостей, но приедет оттуда, или там выйдет замуж, не дай, конечно, вообще Аллах, я вообще говорю, за мавровый другой. Придет какой-нибудь шоколадный, скажет, я там племянник, и ты выходишь, арсашичу. Во-первых, ты фактически, может кто-то в лицо скажет, может за лицом скажет. С одной стороны, ты должен и поддерживать родство, а с другой стороны, весь окружающий мир осуждает. Боршта гуацер, ногчи гуацер хун. Хинз ажи хавайтина. Хинз уда дизвайцун. Хинз унгвайни хавайтун кицат ногчи даялиез и так далее и тому подобное. Мы растворимся. Нас Всевышний создал разными народами, разными языками, разной культурой. Альхамдулиллах, мы мусульмане, хорошо. Мы веруем в единого Бога, Всевышнего Аллаха и в пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и во всех остальных пророков. Здесь никаких проблем нету с этим. Но сегодня мы знаем это не понаслышке. Огромное количество в Саудии, в Египте учатся наши братья на различных исламских университетах. Шейхи, алимы и другие достойные люди арабских стран не выдадут из различных или хашемитов, или курайшитов, они не выдадут своих дочерей, своих сестер замуж за этих студентов, которые приехали из Чечни. И они имеют на это право. Да, это дозволено, да, это позволено. А почему мы должны это делать? Зачем? Зачем возникает вопрос? Зачем мы должны
проще, конечно, намного лучше, и если тебе так не имется, жениться, вот ты ночью, если ты хочешь жениться, лучше женись на адыгейке, чем отправлять куда-то там свою дочь или что-либо. Эти-то, по крайней мере, хотя бы доступны, можно поехать, приехать. Но я говорю о крайних мерах. Опять же я говорю, достаточно наших мужчин. Создали целые сайты, сводничество. Кто-то с этого копейку имеет, кто-то рекламу делает на этом. Мне скидывают ссылки, ты заходишь там, красивые малолетние девушки Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабарды, я не знаю. Выйду замуж за такого-то, выйду замуж за такого-то. Главное, чтобы был в исламе, главное, чтобы был в исламе. 99%, кроме каких-то больных шизоидов, 99,9% в Чечне это мусульмане. Хорошо, 95% из них все делают ламаз, рузб ходят, ну, по крайней мере, вот, как грубо говоря. Они мусульмане, они не делают ширк, они не наркоманы, не алкоголики. Значит, он в исламе. Почему ты не можешь нормально пообщаться, пойти, ну, пойди на лоузер наш, я не знаю, по старой привычке, или познакомься, выйди замуж за своего. Снимают вот эти беспонтовые ролики. Ну и что я, хунядин, родился от араба, я лучше знаю. Да нифига ты не знаешь. И это распространяют, раскидывают, гордятся. Зачем? Чем гордиться? Чем гордиться, я еще раз повторюсь. Разве такое можно делать? Мне обидно это не только как за непосредственно наш народ. Я говорю, мне без разницы, будь это дагестанка, будь это кабардинка, ингушка, да, любая другая кавказская девушка. Если она уходит, уезжает куда-то там, в том числе наши девушки, чтобы искали там, выходили, уезжали, я не знаю. У нас реальная проблема, и вы знаете, пытаются их вытащить с Ирака, с Курдистана, с Сирии, которые уехали туда различными путями, обмануты, не обмануты, остались дети, девочки, жены, их посадили в тюрьму. Это же как так называемые тоже мусульманские страны. Почему Ирак не выдворяет и не говорит, все, вы, женщины, дети, вы ни при чем, вы не воевали, возвращайтесь к себе домой, в Россию. Те же самые курды-мусульмане, почему они говорят, дети это святое, женщины, мы мусульмане, мы знаем, мы не воюем с женщинами, с детьми. Они не отправляют этих детей, они их продают, в рабство продают. И без разницы, какой бы национальности они не были. Они мусульмане, понимаете? И это в 21 веке, они в этих тюрьмах гнобят их, и да ладно с ними. Вы думаете, это только к нам в отношении? Нет, сирийские беженцы, которые уезжали в Турцию, там происходило не лучше. Мы видели эти статьи, которые показывали, где сирийских маленьких девочек покупали, продавали, там шейхи, не шейхи. Вопрос не в национальности. Вопрос в искаженном мышлении. Это не говорит о том, что это делают только там, в арабских странах. Это делают везде. Будь это Нигерия, будь это там другие страны. Но несмотря на это, Нурдин, я не говорю, что вы монголы. Ты немножко не понял. Нагайцы это монголоидная раса. Раса, не нация. Я никогда не скажу, что нагайцы это монголы. Раса. Но если ты хочешь поговорить об истории, я бы не стал этого делать. Еще раз повторюсь. Монголы нам не братья, нагайцы нам братья, по вере. Мусульмане нагайцы. Я ни в коем случае нагайцев не оскорбляю. Ты не понял немножко. Мы говорили о расе. Есть 3 расы. Официально было 3, сейчас там еще появилась 4. Это монголоидная,
это кавказианская, то есть ныне называется европеоидная, и негроидная раса. Всего 3 расы. И нагайцы относятся к монголоидной расе. Ты не обижайся, вы многие не понимаете, почему-то думаете, если говорят монголоидная раса, нагайцы не монголы. Я не говорю. Я не говорю, что и киргизы монголы. Я не говорю, что казахи монголы. Я не говорю, что узбеки монголы. Я такого не говорил. Но быть монголом и быть расой монголоидной — это совсем разные вещи. Поэтому прошу не путать и понять. Брат Шахид поддержал наш канал, задонатил. Огромная благодарность всем, кто хочет поддержать наш канал. Внизу вы видите прикреплено, есть ссылка на нашу, как говорится, поддержку нашему каналу. И желающие могут поддержать наш канал, если вам нравится, если вы поддерживаете нашу деятельность, за что вам огромная благодарность. Мы не государственный канал, мы живем и существуем благодаря поддержке моих подписчиков, гостей, старых, новых друзей, кому нравится, кто хочет поговорить об истории и так далее и тому подобное. Поэтому огромная благодарность моему брату Шахиду, который поддержал и задонатил. Так вот, это очень болезненная тема, и многие как-то скользко пытаются уйти от нее. Мы не пытаемся и не говорим о том, что это проблема только нашего народа. Конечно же нет. Это проблема всех кавказских народов. Карачаевцев, балкарцев, даже осетин, ингушей, чеченцев, дагестанцев, всех кабардинцев, адыги. У нас достаточно своих мужчин. Но кавказские народы, они небольшие. Я не хочу, чтобы мы растворились. Я не хочу, чтобы мы потеряли свою идентичность, свое культурное наследие. Вот о чем я говорю. Так, Бахма Билош. Вот. Поэтому то же самое и история. Почему, как это связано с историей, вы скажете? Многие подвиги, описываемые и исторические личности, может, никто не придает внимания, но мы часто говорим и рассказывали о воинственности Нохчеви, Мехкри, Нохчи, Зудари, Зудбеш, Калсаг, вот, Зудсаг, или как его еще там, в разном версии. Поэтому мы рассказывали о воинственности. Мы рассказывали о том, что они погибали. Много таких моментов. Чтобы не сдаться, бросались в воду, топились, прыгали с каменных утесов. Таких рассказов немало, и в том числе не только наш народ, и в Дагестане есть, и в других местах, и про ингушей есть, когда девушка, которая повесилась, чтобы ее не выдали замуж за еврея, не замуж, но, короче, не попасть, не передали торговцу еврейскому и так далее и тому подобное. Есть такие моменты. Вот эта тема в советский период была очень, интернационализм назывался он, когда любили делать так, чтобы освободила Шакаргясая. И это в то время было нормально. В то время появились некоторые статьи, там, этот выдал туда, этот сделал то-то. А сегодня некоторые нарнийцы пытаются из-за этого взять и оскорбить целые народы, целые рода и тейпы. Жесткое нападение на Тинанвиса, нападение там на остальных, нападение на адыгов, упреки якобы, что первые адыги в лице кабардинцев Темрюковой отдали свою сестру замуж за Ивана Грозного и так далее и тому подобное. Еще раз повторюсь,
династийные браки для того периода это было вполне нормальное явление. Не забывайте, это еще не время, когда, как по сути своей, укрепилась вера именно ислам. В тот период для некоторых народов это считалось нормальным. Это не самое худшее даже, есть и другие моменты в истории. Извините, гостеприимство некоторые, в том лице и Вахушти Багратионе описывают некоторых представителей нашей половины не в лучшей форме. В Дагестане есть описание таких вещей, когда обсуждается и записывается тоже про различного рода свадебные процессии и так далее и тому подобное. Они есть везде. И это, конечно, не украшает, но в то время это преподносилось как бы нормальным, вот таким образом они роднились, вот так-то это так-то, что это не постыдно, что это другое, третье, десятое. Нельзя это вводить в ранг нормального, нельзя это пропускать мимо ушей, нельзя это допускать и говорить, что это нормально. Должны быть причины, объективные причины. Объективными причинами выдать там за царя это одно дело. Чтобы не вымерли весь твой народ, это тоже одно дело. Кто-то ради славы и обогащения, кто-то, чтобы выжить, чтобы не уничтожили. А в дальнейшем, сегодня это перешло в ряд того, что он мусульманин, можно выдать за него. Да без разницы. Он может быть американским мусульманином, все, за него можно выдать замуж. Все. Как бы это нормально. За ширмой ислама выдавать свою дочь, сестру за человека другой культуры, прикрываясь религией ислам. А то, что могут быть какие-то процессы и проблемы, то, что могут ее убить, то, что он может бить ее, что угодно, разное бывает. Что братья, что родня может быть не рядом. А случаев таких огромное количество. Паспорта рвали, если даже хотела развод, не давали. Чуть ли не рабынями делали. Все. А ты здесь дома выходишь, вот так грудь колесом и говоришь: да моя сестра там за бугром живет, там это. Так нельзя делать. И нельзя это поощрять. И никогда не было такого у нас. Я вообще говорю, это касается каждого кавказца. А мусульмане все мы. Мусульмане, нохчу чугмари, это. Вот и все. Бывали ли проблемы, начинают, династийные браки, упреки некоторых, я видел, особенно кукла эта, марионетка Деметрий, там, пытался говорить что-то про кабардинцев, адыгов. А что, в Грузии не было династийных браков? Царь того-то взял дочку того-то, чтобы сблизить, объединиться и вместе там воссоздать чего-то. Это было сплошь и рядом. Понятия людей были немножко иначе. Возьмем того же Парнаваза, возьмем ту же царицу Тамару. Царица Тамара, конечно же, жила в золотом веке Грузии. Но многие не говорят, как царица Тамара жестко подавляла горские кавказские общества и включала их в состав Великой Грузии. Кахетии или и так далее и тому подобное. Без разницы. Об этом же не обсуждается. Вы думаете, это было все мирно, все зашли, сразу мы готовы войти в состав? Нет, дорогие мои. Нет. Где-то нужно было подавить, кого-то нужно было уничтожить, на кого-то должно было жениться. Все как
Игра престолов это лишь оболочка, призма того, что было в тот период и в Европе, и на Кавказе. Мы многих вещей не знаем. Они же сами говорят, царь там, сейчас было обсуждение по истории, аланский царь там, у него жена была то ли грузинка, то ли осетинка, там, этот женился на ней, тот женился на этой, и это было так. При обсуждении какого-то великого государства это нормально. А при других случаях, если выдают, это ненормально. Вот такие вот моменты есть в истории. Приводя конкретные примеры, мы можем говорить сегодня, что наша история богата и трагическими событиями, и они были. И прошу не путать времена джахилии с временами уже исламского непосредственно правления ислама, доминирования ислама. Я уже молчу про то, что когда уже пришел имам Шамиль и было доминирование непосредственно шариатского управления. Ассаламу алейкум, аху алейкум ассалам. Так что вот так вот. Ондик дубадик дич. Молодец. Ладно, задавайте вопросы, если у кого-то есть вопросы, запросы. Я готов отвечать, а то сейчас я почему-то говорю, чтобы не было так. Как-то я долго отвечал на вопрос непосредственно Буарз Али. Но, Ибрahim, если есть вопросы с Ютуба, задавайте вопрос. Никаких проблем нет. Еще раз повторюсь, я не противник религии или не противник ислама. И никогда не был и не буду, иншалла. Но я вижу, я понимаю это так, как я это знаю. И в историческом плане, и времена были другие. Но знаю точно так же, что у нас этого не было. У нас не было такого, чтобы женились на жене мертвого брата, отца этого никогда у нас не было. По крайней мере, ни в одном фольклоре я такого не заметил. Все фольклорные традиции, адаты, которые рассказывают, всегда свято, еще раз повторюсь, по молодости я очень много знал вот этих пересказов, то есть, когда мы сидели, собирались с ребятами, рассказы, друг брата приходил, ему стелили там постель, он даже не смотрел ни в сторону матери, то есть мать непосредственно друга, это как святая мать его, собственная мать. Бабушка, сестра, если это сестра брата, друга его, то это являлся ее братом. Везде, во всем нашем фольклоре было так. И никогда не прослеживалось такого, там друг умер, он женился на жене друга, брат умер, он женился на брате, на жене брата или отца, вообще такого не было. Никогда. Даже в языческие времена не было. В языческие времена были, конечно, большие минусы, были, конечно, и говорится об этом, и описывается. Но период джахилии никто, кстати, к сожалению, или к радости, не хочет обсуждать и говорить об истории. Что касается воинственности, то есть, если ты не был воинственным 200-300 лет тому назад, 250 лет тому назад, или 1000 лет тому назад, ты не будешь воинственным и сейчас. То есть генетически многие вещи передаются. И создавать, как любит говорить Деметрий и ему подобные нарнийцы с востока, с запада, с юго-востока, создали народ. Это зачем России создавать народ
несуществующий, для того, чтобы он воевал на Кавказе больше всех. Вот. Зачем создавать адыгов? Или зачем создавать нохчи? Зачем? Чтобы с ними потом воевать? Не было такого фетиша в Российской империи. Они сталкивались с определенными обществами, они сталкивались с определенными народами. Кто-то договаривался, плавно входил в состав, кто-то воспрепятствовал этому, потому что не нравится, у них свои традиции, своя культура. Россия обобщала, хорошо, есть такая идея, что якобы Россия такие общества обобщала. Стоп, подождите. Или же разделяла все-таки. Зачем обобщать абсолютно разные общества? Были воинствующие лезгины, были воинствующие аварцы, были воинствующие нохчи. Почему не обобщили и аварцы не стали нохчи? Почему? Были мирные чеченцы, были мирные кумыки. Почему их не обобщили и они не стали, или нохчи не стали кумыками, или кумыки не стали нохчи? Почему? Хотя все для этого делалось. Но этого не произошло. Обобщили именно те общества, у которых одни нравы, одна культура, одни традиции, язык, хоть и разные говоры, наречия, диалекты. Их сделали одним единым народом. Так оно и есть. Все лингвисты всего мира, кавказоведы, востоковеды говорят, что на Кавказе нет никого, кто бы понимал чеченский язык, кроме нохчи и гала. Все объединяются. Армяне приписывают себе всех. Азербайджанцы приписывают своих к себе. Дагестанцы даже разрозненные говорят, мы вот дагестанцы обобщенные. А грузины, хоть они и разноязычные, они говорят, мы все грузины. И адыги говорят, мы все адыге. Все говорят. А именно сидящие в Чечне и Ингушетии максимально говорят, мы не одни, хоть и, по крайней мере, преподносят так. Мы не одни, но мы родня, но мы не одно и то же. Конечно, не одно и то же. Конечно. Упреков, быть может, много. Но, я еще раз повторю, ни нохчи не может гала упрекнуть. И тем более гала не может нохчи упрекнуть в чистокровии и так далее и тому подобное. У каждого свое понимание. Здесь понимание, как же так? Мы воевали, а вы нет. Там понимание, мы хозяева своему слову, мы договорились, то есть наши предки, мы соблюдаем, это тоже уважение, это честь, это гордость. Мы сказали, мы идем, вот то, что мы сказали, идем по этому пути. У них своя правда, у нас своя правда. У них не было такого, что было у нас. А если было не в таком количестве? Выработка ментальности, суровости. Там иначе, здесь похуже. Больше войн, больше крови, больше потери. Поэтому больше мести, мстительности, будь то татаро-монголы, будь то монголы, будь то Чингисхан, не Чингисхан, извините, Субидей Джабе, будь то Тамерлан хромой. И когда уже вопрос становится о грани вымирания народа, находились те, которые говорили, ладно, все, мы навоевались, мы сделали, нужно сейчас как-то выжить. В этом проблема. А упрекать нас в том, что вот 400 лет, там, конечно, не идет речь 400 лет, каждый день шла. Нет, ни один народ бы не удержал. Но на тот период могущественной империи не было нас. На тот период. Такой, как Российская империя. С такими, это золотой век Российской империи, не забывайте. И Франция сгинула, и Отtomанская Турция сгинула. А северокавказский имамат 20 лет
20 лет для того периода, сокращая свое население на треть, осталась 1/4 часть, отдавая жизни. Вы просто понятия не имеете, что значит сжигать одно и то же село 10 раз. Я говорю только про один Герменчук. 10 раз сожженное село. Сжигали, восстанавливали, сжигали, восстанавливали. Старая Сунжа. Поэтому, когда начинаешь копать, когда делаешь траншеи, на глубине 2-3 метров находишь остатки бывшего поселения. Друзья мои, я сейчас перезагружу, дайте мне 1 минуту, у нас закончился трафик, мне нужно загрузить снова, и мы продолжим с вами дискуссию. Я попрошу вас всех, если у кого-то есть вопросы, подготовьте, можете отправить запросы, это камера с плюсом, показывая себе, вы можете задать вопрос, и, иншаллах, мы ответим. Все само собой в рамках культурного общения, без мата, без всего. Дайте мне ровно 1 минуту, и заходите снова, мы ответим на ваши вопросы. Я не прощаюсь, перезагружаю.
послушайте, друзья, вот сейчас пока я перезагружал, мне пришло сообщение, говорю, что вот касаясь только нас. Я понимаю, бывает любовь, морковь по мужской линии, там, женился, там, привез, там, парень понравился, девушке. И речь не об этом идет. Ва алейкум ассалам. Дересхил. Речь не об этом идет. Я же говорю, чтобы сохранить вот это культурное разнообразие. Мы все мусульмане. Разве плохо, если будет большое количество, там, я не знаю, кумыков, лезгинов, большое количество, адыгов, со своей культурой, со своим языком, являясь мусульманами. Чтобы они не растворились, чтобы не говорили, когда-то был такой народ, как, допустим, адыги или лезгины. Когда-то был. В прошедшем. Я говорю о том, что в настоящем. И я тем более я не хочу этого для моего Нохчи народа. Нохчи Санхайна, Духбар, Хедегдар. Я понимаю, что под этими вопросами многие люди рассматривают по-разному. Начинают мне вот эту пургу гнать, типа уериза в историческом плане, унятын. Они хотят укрепить свою генетику. Да мне наплевать, что там арабы хотят укрепить свою генетику. Пускай укрепляются, но за счет имана ислама укрепляются, женившись на своих арабках. А не искать выгодное место в качестве наложниц и рабынь представителей или девушек кавказской национальности. Потому что они, понимаешь ли, более воинственные и так далее и тому подобное. Я не хочу, чтобы мой племянник, я вообще говорю, да, гипотетические вещи, мой племянник, или ингушский племянник, или дагестанский племянник, чтобы его там сын ее сестры, дагестанки, чеченки, ингушки, без разницы, был какой-то второсортный. Это только будет укреплять и показывать с лучшей стороны. А дальше занимайтесь историей, географией, культурой. Изучайте, чем занимались, насколько красива и богата ваша культура. Не пытайтесь лазить в грязном белье соседей. Боюсь, что вы просто не выдержите этого. Вы ни психологически, ни культурно, никак просто даже рядом не стояли. Вы не пережили этих тягот, этих войн, этих страданий. Вы просто психологически, физически не поймете этих людей. Но осуждать вы всегда осуждаете, думаете, что вы чем-то лучше. Но вы не можете быть лучше. История показывает, что вы на самом деле никто. Вы пшик. Вы временное явление. Побочный эффект. Это я говорю про тех, кто оскорбляет кого-то, сам не стоя ломаного его и ногтя. Нохчи оман лазар, дуаг лазар, цулейнюл халуа, цулейн был ниц, цулейнюл хар цулейна, кэмниша, хока Кавказяха, кезигду, далах нагасан эцу. Кезигду. Улли қочишт адхай бу адыгш. Қидол қамнаша маловероятно. Просто пробежитесь просто-напросто по истории 17-18 века, 19 века. И вы поймете, о чем я говорю. Мы-то можем продолжать и 19 век, и 20 век, и 21 век. Вы скажете, 17 век, это противостояние кому? Персам. 18, Петру Первому, остальное. 19, имамат. Последнее восстание Алибека Хаджи Зандакского.
1866 год. 66-й вроде или 77-й, сейчас уже путаться начал. Гражданская война. То на стороне белогвардейцев, то на стороне красногвардейцев. Это тоже огромные жертвы. Чего стоили, валикум ассалам, стоили сражения, гайтинские сражения, алханюртовские сражения. Тысячам людей полегло там. Даже эти сражения описать не может ни один из людей, которые пытаются осуждать нас. А то, что потеряли какие-то территории или передали их тем, кто воевал против нас, это само собой. Ладно, давайте задавайте вопросы, и мы ответим обязательно, если у вас есть. Если в Инстаграм, в Ютубе, в Телеграме, в Фейсбуке, Ибрам, какие есть вопросы, отправляй, чтобы я мог ответить, и с радостью отвечу. Если знаю, конечно. Если не знаю, попрошу прощения и скажу: простите, я не знаю, был неправ и так далее. Так вот. В Ютубе у меня были очень активные. Что с вами случилось? Задавайте вопросы. Я еще раз говорю, не обязательно по той тематике, которой я говорил. Ваша хахала мацво. Ваша, да, эту мобильная сразу халвору освобождал. Я вам написал, брат, в личные сообщения был маленький вопрос вам, но пока вы не посмотрели. Ну, можешь написать здесь, я отвечу. Мне здесь проще будет даже тебе ответить. Про халхар вчера обещал рассказать. Про халхар. Друзья, это, конечно же, часть нашей культуры, часть нашей традиции. Как халхар, будь то или зикр, чтобы было понятно, зикр, который есть, по крайней мере, те, которые кольцевое, это хаджи-вердябуча. Это все древние воинствующие традиции, как и танец, как и зикр. Что-то трансформировалось в исламском плане, что-то трансформировалось в культурном плане. Танцев. Я не знаю, еще раз повторюсь, мы говорим о черкеске, хотя эта одежда, она у нас называлась иначе, она у нас была, но я еще раз повторюсь, проблема в этих названиях, вообще, если даже логически предположить, мы знаем, что первое столкновение, первое общение, это было с черкесами, то бишь адыгин. Было ли оно в первой у нас, или в Грузии, или в Дагестане, в третьем, десятом, неважно, но она теперь называется черкеска. Понимаете? Приписывать, говорить, это однозначно наша или только наша, тут большие вопросы. Я не могу утверждать, что... все, вспомнил, Лек, это ты, лезгин. Я, кажется, прочитал твой вопрос. Я на этот вопрос сейчас отвечу. Поэтому, какой смысл был у этого танца описанный, это все есть. Почему его сегодня называют лезгинкой? Я, честно сказать, дать ответ на этот вопрос не могу. Лезгины – автохтонный народ. Среди дагестанских народов это один из древнейших народов, чтобы было понятно. С могущественным государством Кавказская Албания. Они были частью Кавказской Албании. Они потомки Лека, Лекаса. Тут никаких сомнений нету. Богатая ли у них культура? У них очень богатая культура. По крайней мере, была в древние времена. И многое то, что перешло персам, перешло азербайджанцам, в той части, где они соприкасаются, они взяли именно у лезгин, как у древнего народа. Хоть сегодня они могут назвать его как угодно, иранским, или персидским,
или азербайджанским, это не в обиду. Это часть, это государство, ныне как Азербайджан и Дагестан, его не было. Да, на этой территории в основном была Кавказская Албания. Вот. А указывать с датой, что это было именно их танец, или что оно принадлежит им, это вина в первую очередь наших ученых. Я говорю именно о чеченских ученых. Если это танец со всей своей смысловой нагрузкой мы не записали, не зафиксировали, не назвали иначе, не показали иначе, а мы этого не сделали, то оно может быть написано, записано, зафиксировано за тем культурным народом, который первый это сделал. В том числе это касается черкесски, в том числе это касается и лезгинки. Я объединяю оба этих вопроса. К сожалению, нрав чеченцев, ногчи народа, был иначе. Был иначе. Это большая проблема. Вечные войны, вечные склоки, вечное выживание. Вы не задавались вопросом, касаемо даже нашей кухни, национальной кухни, которую некоторые сегодня пытаются даже к себе приписать. Почему она у нас скудная? А у наших соседей, такого же автохтонного народа грузинов, она богатая. Она богаче всех. Я имею в виду по еде. Вы не задавались вопросом? Да, там, конечно, многие разные народы, разные общества, у каждого свое собрали, и стала она богатой грузинской кухней. Я не об этом говорю. Но у нас же оно было, у нас и названия были, и все остальное, но она у нас скудная. И даже ее мы вот сейчас буквально, сейчас начали фиксировать, и сейчас мы как бы закрепляем все это. В 21 веке. В чем проблема? Потому что у нас не считается круто или пафосно заниматься такими вещами. А это наследие, это культурное наследие. У нас это не круто. У нас не круто вести блог исторический. Нормальных людей, которые понимают, думают о будущем, думают о государственности, думают о своих детях, правнуках, этот паблик бы кишал. Просто кишали, здесь просто огромное количество людей бы слушали, набирались опыта, записывали, фиксировали, делились бы. У нас этого нет, это не пафосно. За это бабки не капают. Здесь не заработаешь. Если ты, конечно, не чернокопатель. Но даже если ты чернокопатель, ты урод конченый, ты можешь сфотографировать, записать, сделать красивые фотографии. Найдено здесь-то, найдено так-то, на глубине такой-то. Здесь нашел золотого оленя, нашел там лук, меч, стрелы. Зафиксируй, сделай фотографию с датой. Потом уже, если я знаю, что ты не патриот, я знаю, что ты недостойный сын нашего, тогда хотя бы продавай, чтобы когда он где бы ни было выставил, ты сказал, вот это на самом деле найдено у нас, вы даже этого не делаете. Нету ни кухни фиксацию вы не сделали, национальной. Вы не делаете, я имею в виду с древности то, что пошло. О чем идет речь? О чем идет речь, если мы даже этого не сделали? Смысл и символ зикра, который идет намного раньше. Допустим, я поясню вам, о чем я говорю. Вы можете многие обижать. Я говорю с точки зрения не религии, а истории. Поясню вам. Вы видели турецкие вот эти танцы. Да, вот это крутится часами, как она называется, я не знаю. Оно зафиксировано в Тарце. Это культурное наследие Турции. Это любой туризм, если Турцию затрагивают, показывают сразу это танец крутящий. А вы знаете, что это заложено суфистами еще 1000 лет до того, как по сути появился ислам. Но они связали это религиозное, связали это культурное, теперь это и религиозно, культурное у них, как он этот танец называется, я не знаю.
смысловая нагрузка у них такая. Они это сделали. Да, чтобы вы понимали, суфизм появился до ислама. По крайней мере, так говорит история. И поэтому вот это боевое, могущественное призывание Всевышнего сегодня как единого Аллаха в тот период, это Дела, Села и так далее и тому подобное. Это призыв к божеству, это готовность идти на смерть. Поэтому во время Великой Отечественной войны, до этого периода, фиксируется, что вот этот ритуальный танец, религиозный танец, мы говорим уже языком непосредственно специалистов русских и европейских, он был предсмертным в основе своей. Люди шли на смерть. Это то же самое, как вы помните, нет, не знаю, в Первую Чеченскую войну привязывали зеленые ленточки. Сегодня это ха-ха, многие смеются, в то время не было на правой стороне там с шахадой погонов не было, звездочкой с названием там джихад или Аллах, этого не было. Но перекочевала вот эта зеленая лента газовата, которые идут на смерть. Сегодня, если ты покажешь, многие смеются с этого, но смешно выглядит. А там ребенок 15 лет, 14 лет завязывал ленточку и шел на смерть. И это недавно, это 20 век. Откуда это пришло? Откуда эта воинственность? Вот этого зикра, вот эта воинственность этого танца, где руки должны были быть скрыты, где никогда в жизни ни один мужчина не мог себе позволить делать вот эти трюки, типа он кольцует там девушек, этих вещей никогда. За это бы сразу бы тебе на месте бы завалили. Извините за мой жаргонный сленг. Тебя бы сразу убили, потому что выйти танцевать, это показывать грациозность, красоту, невинность, неприкасаемость девушки. И джигита, который красиво, достойно показывал, что он уважает эту девушку, что он ценит ее красоту, ее невинность, ее чистоту, что никто себе никогда не позволит. Тем более танцевать в одном круге 3-4 пары, это неуважение. За это могли убить. За это могли наказать. Вот эти сюлих танцев, где ты выходишь, там в грязь макаешь, там чучело, вот таких вещей у Нохчи не было. Это были разные ранги, разные миры. Это не оскорбление никому. Но это другой мир, и мы жили в совсем ином мире. Крайне суровым, жестоком, но в мире. И вторая половина, чья бы эта дочь ни была, что бы ни было, там такая просто, даже когда шел, где просили пустить на тот или иной лоузер, это целая процессия, разрешение, там взрослая женщина, тети, бабушки, и то, чтобы мужчина разрешил туда пойти. Мыслей, помыслов не было таких, чтобы там кто-нибудь там стал под грушей, признавался в лицо любви. Такого никогда не было. Кого-то на ушко попроси, тот подходил к родственнику. Халаер яритеш, йолитар яритеш, хашу и так далее. Это целые процессии были. Это красота была. Это место, где знакомились. Показывал свою красоту, свое достоинство мужчина и женщина. Они могли там увидеться, станцевать. Он мог уехать, потом попросить встретиться у родника на расстоянии 5, 6, 10 метров, грубо говоря. С родственницей она прийти. Она стоит, слушает, он говорит, что он очарован красотой, невинностью, недоступностью. Месяц мог, 2 месяца мог. Потом просили у родителей, отправляли людей. В дальнейшем уже после принятия ислама отправляли достойных представителей и говорили: вот мы хотели бы породниться с вами. Не потому, что у него черный Геленваген, не потому, что у него арабский скакун. Никогда не было это
привилегии между богатыми и бедными. Всегда выдавали за достойного, умеющий держать слово, мужественного, воинственного, достойного. Вот так выдавали замуж. А не из-за того, что он прискакал на арабском скакуне, у него была длинная сабля. Сабля может быть у кого угодно, но более коротким, подтянутый, дерзкий нож мог тебя 5 секунд. Вот поэтому многие вещи утеряли. И это проблема нашего народа. Это не проблема лезгинов, адыгов, если они записали, зафиксировали или позволили это сделать. Нет у них вины, они могут и не знали о нас. Что у нас есть такая традиция, что у нас есть такая культура. Может знали, может не знали, но зачем? Сегодня, когда мне присылают фотографию, мужественный чечен там у какого-то лаунда, примерно я говорю, Луидзе там зафиксировал, там мужественный чеченец ползет там с ружьем, прислали мне фотографию, где-то в музее находится в Питере, я опубликовал. Достойная сестра, адыгская сестра, честь и хвала нашим братьям адыгам, выходит, говорит: брат, я, конечно, ничего против Нохчи не имею, но в оригинале эта статуэтка, это не ползущий там, грубо говоря, Нохчи, воин, а это ползущий воин, брат Адык. Клянусь Аллахом, я с гордостью, с радостью удалил этот пост. Я не сказал ни слова возражения. Она с уважением зашла в директ, указала мне, я проверил, и она говорила правду. Какой-то конченый, нордиец переделал, сделал фейк. Как и на сегодняшний день закидывают якобы фото Сулумбека Сагапшинского, достойного сына Уарстхуа. Закидывают фотографию совсем чужого человека. Это не фотография Сулумбека Сагапшинского. Это такой же миф и фейк, как и фотография Ташухаджи Саясанского. Это фотография балкарца. Есть на газете прямо указано, как она подделана. Это балкарец. Это не Сулумбек. Зачем это делать? Я не знаю. Сулумбек достойный сын. Уарстхуа красавчик. Но такая вот, зачем это делать? Ради чего? Потому что завтра, послезавтра есть знающие балкарские историки или карачаевские историки. Когда это все зайдет дальше, они посмотрят, скажут: вы что? Вы нашего героя Абрека нашего взяли фотографию, поставили и написали там Сулумбек Сагапшинский. Но это не фотография Сулумбека. Есть фотографии, которые поделаны и Зелимхана Харачоевского. Зачем ставить фотографии, писать Зелимхан Харачоевский, если это не Зелимхан Харачоевский? Вот в этом проблема нашего народа. На Кавказе очень много фантазеров, сказочников и фейкометчиков. Грация танца, грация воина, одежда и все остальное. Вы помните, в один период там показывали этого чувака сзади с чехлом на оружие, говорили, что это национальный герой чеченского народа. Благо одумались, альхамдулилля, достойные люди зашли, посмотрели. Это адык. Нохчи совсем другой, а этот другой. Убрали. Хорошо, что убрали. Не нужно чужое к себе приписывать. Но проблема того, что наше было, и что не записали, и не фиксируют, и до сих пор эта проблема есть в нашем народе. Я прошу, я умоляю каждого человека, когда приходит мне рассказывать какую-то вещь, я говорю: я приду, давай встретимся в Грозном, давай я запишу. Да я зейтас, абхабабствие, снят, давай я зафиксирую, давай сделаем из этого полевой материал.
Нет, блин. Мне рассказал, ушел и все, пропал. А потом кому-то кто-то рассказал, пересказал, оно вылазит в соседнем регионе, и они с пеной у рта рассказывают, что это, оказывается, зафиксировали, они печатают книгу, и это герой их, и это все у них произошло. Все. Тупость, да, глупость, да. А почему? Потому что невыгодно. Мы, к сожалению, стали не все. Но те люди, которые могли бы с самых низов зафиксировать, сделать что-то для своего самосознания наше, к тому, что мы должны готовы быть государством достойным, с учеными, нобелевскими лауреатами и все остальное. Вот этого понимания самосознания вообще нет. Может и есть, но оно невыгодно. Поэтому сегодня где-то 100, опять же я говорю, 100 с лишним человек в Ютубе, 25-30 человек, если не 100, в Инстаграме, 50-60 человек в Телеграме, в Фейсбуке 30-35 человек слушает, 200-300 человек собираешь, ты с ними говоришь. Все. Не 1000. А зайди какой-нибудь малстрой, Тимати, даже пускай это будет Тимати, или как его, LJ какой-нибудь, или я не знаю, как их еще называют. Тамаев. Зайди, они тысячами бегут туда. Почему? Там машины разыгрываются, айфоны разыгрываются. Тогда где же ваше духовное богатство? Вы стали все материалистами. Где ваше духовное богатство? Вы же наследники тех самых предков, которые провели реконкисту, которые выжили после Тамерлана, которые в суровых горах выживали. Помогали соседям, братьям, там, я не знаю, соседям грузинам, соседям другим, третьим, десятым. Вы же потомки их, вам не стыдно сегодня? И это касается не только нашего, это каждого региона кавказского. Это везде. Вы думаете, это здесь? Без разницы. Назови любой регион, везде они есть. И вот так вот. Толпами. Все. А ты проводишь что-то полезное, и ты говоришь, что тебе выжить даже на этой странице, чтобы выжить, тебе нужно, чтобы хоть элементарно кто-то немножко помогал. Ты говоришь, спасибо за донейшн и так далее. Тебя упрекают, тебя проклинают, и говорят, ты вот за дона, и смеются. Понимаешь, сами воруя у государства, сколько бы они ни воровали, они смеются с тебя за то, что ты честно, своим трудом пытаешься сделать что-то полезное для своего народа и своей республики или своего государства. Смеются. Только тупые бараны смеются, потому что нет у них никакого будущего. Но ворыши никогда не выживали. Ты можешь украсть 10 миллиардов, но эти деньги имеют свойство закончиться. И ты останешься так никем и останешься ворышем. Каким был, таким и останешься. Потому что полезного ничего не сделал. В этом заключается беда и на черкеске, и лезгинке, и зикра, и многих-многих других вещей. Если это не зафиксировать и не записать, оно пропадает, оно исчезает. Или приписывается каким-нибудь другим субэтносам или этносам и так далее. Я надеюсь, я ответил, Центаровский, на твой вопрос. Это отдельная большая тема, касающаяся танцев. Почему назвали? Мое первое понимание, почему назвали. Это вот это. И почему я это сравниваю, говорю. Это касается и петроглифов, это касается и башенных боевых комплексов, это касается и национальной кухни сегодня. Это даже истангов касается. Вы все это видите, я же вам это показываю. Хотя ученые 19-20 века зафиксировали самое мощное процветание, и где делали истанги, это именно Ичкерийская область, это восточная часть нашей Родины, включая междуречье Терека и Сулака, то есть бывшие Ауховские земли, ныне называется Кумыкская равнина. Оттуда, и эта восточная часть, самая богатая, самые красивые истанги делали там.
в горной части, то есть нашей Кистинцы, горной части Галанчожского, Итумкалинского, Шаройского, оно было не сильно развито. Но покупали, продавали, меняли оружие, еда и так далее и тому подобное. Обмен происходил. Но богатые, потому что те, кто фиксировал, видит максимальное количество, где оно делалось. А сегодня посмотрите. Вот это Йылдырым, единственный Йылдырым, или как его, я опубликовал, он показывал и книгу его. Благо он сделал, даже его книгу своровали, перевели, сделали вот такой вот. И ему пришлось опровергнуть и сказать: зачем вы это делаете? Я Нохчи, я Мухаджир, Нохчи Мухаджир, и эти ковры, и эта работа, и эта книга моя. Профессор, ученый, Истейпа Эрснуа, Нохчи Мовы. И он потом, он не понял, вначале он думал, все, мы одно целое, ну, взяли и сделали. Опровержение сделал, публикацию, мы это все показывали. Он зафиксировал. А вы представьте, если бы он не зафиксировал это. Ты бы никак не доказал, что это твоя книга, что это ты... Вот о чем идет. Сегодня это не наша лезгинка. Сегодня это не наша черкеска. И эта проблема в первую очередь наша, наших ученых, культурологов. А второе, я не знаю, из-за чего они боялись, я не знаю, кого они боялись обидеть. Хотя это такие вопросы, которые можно было бы это вопрос расследовать, исследовать и смотреть. Другое, я не знаю, почему этого не... А другое, то, что чисто логически, географически, первое название получают, когда идут с севера на восток, на юг. Это получают не с севера, а с запада, северо-запада они шли завоевание на Кавказ. И кто первый попался, записывали, они это имеют, они это имеют, оружейники, это, у них одежда такая, по народу. Черкесы носят такую одежду, значит это черкеска. Все, дальше идем, 3, 10, где зафиксировали, ой. Но у нас, к сожалению, не самое лучшее отношение было к сожалению, или к радости, взаимоотношения с Российской империей. А фиксировали они. Благо, есть еще иностранные какие-то военные, которые хоть что-то хорошее написали о нашем народе. Даже в плане, это уже позже они начали более правду писать. То есть правду имеется в виду иностранные. А так, куда и посмотреть, даже у Берже, у Ермолова, все воры, всех убить, самые жестокие, самые такие, ничего хорошего нет. Варвары, другим словом сказать. Такова жизнь. Такова жизнь. И в этом вина наша. И что произошло теперь с батарейкой? Почему у меня мало, горело мало? Это что такое? Ладно. Я надеюсь, сказал, отвечу и ответил на ваш вопрос. Дальше. Что можешь сказать про репрессии 1937-1938 года против религиозных деятелей в Чечне? Дурза. Что я могу сказать? Они были уничтожены, они были ликвидированы. Иначе построить атеистическое светское государство невозможно было. Люди слушали религиозных деятелей, да, были манипуляции, да, пытались их обвинить, оскорбить, узнавали психологию человека. То есть власти узнавали психологию. В этом, допустим, в чеченском народе всегда презиралось предательство, доносительство, переход работу на, в кавычках, врагов, тех, кто пришел с иными намерениями. Строительство светского государства. Они, само собой, узнавали, какие черты самые ненавистные среди нашей культуры и среди наших адатов. Брали вот это и давали их, или же делали так, чтобы эти религиозные деятели подпадали, и люди отвернулись от них. То есть их называли сотрудниками и так далее и тому подобное. Были такие высказывания.
Но на самом деле, я не говорю, что все, я не могу знать этого. На самом деле это было только оскорбление и очернение этих религиозных деятелей, и Нохчи не повелись на эти вещи. Тогда они попытались разными путями воздействовать. То есть обещали, вот ваши земли, они были заселены казаками, сейчас мы власть поменяем, мы вам вернем ваши земли. Были комиссии, заседания, это есть еще со времен, еще Асламбек Шарипов в свое время в гражданскую войну рассказывал, говорил, что эти земли терскими казаками заселены. Это ныне Малгобекская, там, Троицкая, Слепцовская, вот эта Сунжицкая область, что она принадлежала чеченцам, что оттуда казаки, Российская империя земли отдала, что их нужно выслать, что земли нужно освободить. То есть вот эти моменты все были. И в 20-е годы, не только 30-е, 40-е годы. И само собой, религиозные деятели поверили, некоторые поверили, но несмотря на это, насколько я знаю, я еще раз повторюсь, при строительстве уничтожались не только религиозные деятели нашего народа. То есть, если вы думаете, что это касается только потому, что они... Нет. Вот этот слой религиозных деятелей был уничтожен по всей России. Были массовые казни, были убийства, закрытие церквей и так далее и тому подобное. Это все происходило. То есть это не элемент только чеченцев, вы ошибаетесь. Вы можете посмотреть российскую историю того периода, советского периода, уничтожались. То есть светская власть ставилась над всем. Но об этом очень много. Сколько церквей потом Сталин, когда начали русские проигрывать, когда перестали идти на войну, потом безбожники и так далее, там потом он начал пользоваться религиозными православными верующими, чтобы обратно там всякие иконы, не иконы, чтобы вернуть религию людям и говорить, что вот мы такая-то советская власть, не против Бога, чтобы люди пошли уже умирать, воевать более там, присоединяя все это. То есть светская власть и духовная власть начали объединять ее, ну, чтобы все к победе, как говорится. Поэтому я это к чему говорю? К тому, что и религиозные непосредственно, по крайней мере, все исторические фильмы, книги говорят об этом. Это было не только кластер, вот этот было нужно уничтожить при строительстве государства, атеистического государства, иначе никак нельзя было. Да, конечно же, тайна все равно у нас и после убийства этих классов, вот этих религиозных деятелей, тайно кто-то сделал зикры, мы знаем об этом, мы знаем, что тайно проводились маулиды, погребения, все это все равно проводилось, но не на таком уже уровне. Сопротивление было, а этот слой канул в небытие, пропали без вести. Я не могу сказать, что вот есть какие-то, конечно, народные там рассказы, что здесь-то, там-то убили столько-то, столько-то, столько. И эти вещи я говорить не буду, поскольку достоверной информации документальной у меня нету. Но я вам более открыто, вот, доступно, чтобы было. Такое бывает, эти инквизиции были, убивали там неверующих, сжигание ведьм. Это же не только в 20 веке, там, 30, ты написал 37-38 года. Все это происходило на протяжении там, со средневековья, оно шло. Убивалось определенное население, то уничтожался там Тевтонский орден, то другие, Папа Римский там против них отправлял там на святую землю, прощались грехи, то есть когда там становились воинами, усилялись, их власти, деньги становились больше, потом они заговор говорили, что они еретики, сжечь нужно. То есть это, я говорю, это же не просто так сжигание, там, ночь длинных ножей, уничтожение. Любая политическая система, будь то духовная, будь то светская, при становлении государства, при поднимании, это правильно сказать, при любой системе установления каких-то классовых, установления господствующих классов, они находили всегда какие-то причины для жестокого подавления, тем самым подняться и держать авторитарный режим, то есть в руках. И коммунистический строй это был точно такой же авторитарный режим. Это не такой СССР, который вы думаете во времена Хрущева, Брежнева.
Все нет. В то время слово сказал, стукачили, сын должен был доносить на отца и так далее. Там очень жесткие репрессии были. Правильно или нет, до сих пор историки обсуждают, правильно ли было за горсть пшеницы, если ты украл от голода, что тебя могли расстрелять и так далее и тому подобное. Разные, это зависит от психологии и понимания. Но кто-то говорил, что, допустим, если не научить, вот так насильно не заставить, ну это то же самое, когда Петр I заставлял брить бороды, отрубать бороды, а в свое время при Иване Грозном, то есть допетровские, с династии Рюриковичей, носить бороду, обязательно длинную бороду, это считалось эталоном мужества, а не обязательно она была особенно жирная, это показывало, что этот князь, этот викинг без разницы, если у него жирная борода, это вот был признак, вот если повесить золотую цепочку, ты смотришь, он богатый. Это был признак достатка, потому что он всегда ел, и у него была жирная борода. То есть это исторические моменты, они записаны, фиксируются. То есть определенное время это было нормой, это было мужественно, это было адатом России. Пришел Петр I, он сказал, что это не гигиенично, что нужно будет отрубать головы, если не будут бриться, заставлял насильно брить их, бояр и так далее и тому подобное. Потом они стали более, там, я не знаю, как европеоидные называет кто-то, ну по-разному там. Если послушать некоторых философов русских, они говорят, стали более женоподобными. Ну, я не хочу сейчас никого, кого послушаешь, у каждого своя версия. Так вот, возвращаясь к нашему, я вам рассказываю сразу, аналогию провожу, что это было не только у нас неспроста. Почему-то, когда я рассказываю, что ты только о своей истории рассказываешь, люди немножко теряются. И они понимают это, вот у них так, значит, других нет. Все было иначе. Уничтожение религиозных деятельностей, классов, как класса духовного, было по всей России. Так атеисты приходили к власти, усиливали свою власть, наука преобладала над, как они называли, религиозной чертовщиной. То есть ты должен доказать научным образом, тогда это является. Но вы не забывайте, даже генетика на тот период считалась лженаукой. Вот эти ДНК, то, что мы говорим, J1, J2, все вот это генетикой считалось полной чушью и мракобесием. То есть не считалось в Советском Союзе, что это наука, это лженаукой называлось, и неправда. Если я не ошибаюсь, в 50-х, 54-х или 56-х, после смерти Сталина, это уже начали советские ученые как-то этому обращать внимание и доводить. То есть такие абсурдные вещи были, но сегодня во всем мире генетика считается одной из самых достоверных наук. А в свое время мы это не верили. Вот точно так же я думаю, хорошо ли плохо это. Для меня человеческая жизнь всегда священно. То есть его создал Всевышний. Я со своей точки философии я отвечаю на твой вопрос. По мне, наказания должны были иначе. Хотя я понимаю, если сравнить с исламской историей, было то же самое. Мы знаем имам Ахмад Хамбал. Его сажали, имама учитель ханифитского масхаба, кажется, его тоже сажали за его религиозные убеждения и все остальное. То есть даже в арабских странах короли, эмиры, или как их назвали, они хотели, чтобы те говорили то, что выгодно их власти, а те говорили, нет, мы священники, то, что сказал Коран, то, что сказал пророк Мухаммад, саллаллаху, и хадисы, мы не будем сбиваться, и ради твоих каких-то политических амбиций мы не будем этого делать. То есть в исламском мире было то же самое. То есть там монархическое было нормально, а здесь уже светское государство, коммунисты, и они верили больше науке. Они говорили, наука все, Бог ничто, выдуманное. И вот там появляются уже вот эти философы, отрицание Бога, анунаки, манунаки, короче. Дальше. Я слышал, что в одном Веденском районе было убито 70... Ты поверь мне, их было намного больше, чем ты думаешь. И это не только в 70-е, это еще со времен Ермолова было. Про учителя шейха Мансура я сказал, да. Про учителя шейха Мансура
Я читал в одном из моментов, что учителем шейха Мансура, одним из учителей при изучении ислама был Лезгин именно. Имя, я посмотрю этот документ, постараюсь его найти, я тебе скажу. Но он известный лезгинский алим. Я думаю, что ты его знаешь, просто я сейчас не помню его имя. Но на тот период ты можешь его спокойно найти. Это период 1785-86 по 90-е годы. Вот в этот период нужно узнать, кто был, какие алимы были среди лезгинов, и тогда я тебе точно сказал. Но сейчас мне нужно найти документов, а как ты знаешь, у меня работы просто непочатый край, не всегда получается, но я постараюсь узнать. Лекарен Куле Танис Орла, впервые увиденные русскими, исследования населения Ахты, 1837 год. Абсолютно, вот видишь, Лек, вот об этом и говорим. Есть видео, где показаны национальные танцы дагестанской нации, но никто не танцует лезгинку. Так, дальше. Картина Василия Верещагина, нарисованная в селении Ахты в 1867 году. Молодец, вот так нужно апеллировать в факты. Вы правы, брат. Дальше, маша Аллах, все верно, у нас положение вообще хуже состоит. Пишет, получается, суфизм истина с точки зрения истории. Ассаламу алейкум from Абхазия. Ва алейкум ассалам from Чечения. Нохчичуя. Так, дальше посмотрим вопросы. Магомед Арби, есть ли какие-либо данные о количестве чеченцев, которые участвовали в походе с шейхом Мансуром в Адыгее, известные наибы, имена, откуда родом, может, есть адыгский источник. Хотя, насчет количества, мы знаем сейчас, подождите, кажется, кто-то из Ютуба задонатил. Давно у нас не было донатов в Ютубе, и брат Аноним Аларо задонатил в Ютубе. Сегодня у нас есть один донат в Ютубе. Ютубовские братья Дерес Хил Аларо. Она остандырна дал сей дуэль. Вот цадыч, ашна остал цадыч уайк буах болурбас, дал сей дуэль болдиснек эсачка судолил. О количестве есть информация. По данным черкесских мастеров, шейх Мансур заказал в одном источнике до 10 тысяч черкесских седел для лошадей, в другом 20 тысяч. То есть от 10 до 20 тысяч воинов, которые пришли к шейху Мансуру. Раз, информация. Вторая информация. Что касается, сколько было конкретно среди них чеченцев, этого информации у меня нет. Я не видел. В процентном соотношении среди них были в основе своей, конечно же, чеченцы, небольшая часть адыги, не адыги, а кумыки, лезгины, маленькая часть, совсем маленькая часть аварцы, были осетины, были, само собой, небольшая часть осетинов. Я так понимаю, это мусульмане. Были, само собой. Я не отдельно считаю, как Нохчи, я считаю, и Орствой были с ним. Количество их пропорционально разделить маловероятно, невозможно. Таких данных нету. Опять же, это все должно быть зафиксировано. Я не знаком с адыгскими документами. Посмотрим, в будущем нужно проверить. У них должно быть более достоверная информация. Но хочу сказать так. При том, когда пришел шейх Мансур, большинство его воинов в процентном соотношении, это приблизительно 70 на 30, 30% это были наши, то есть отсюда, с Восточного Кавказа, а 70% это были адыги. То есть большинство его воинов это были адыги. Что касается его наибов, были определенные, мне, по крайней мере, скидывали имена некоторых наибов. Но они просто скидывали, они присылали оружие. Они спрятали это оружие, принадлежавшее их предкам. Но среди них были и адыги, среди них были и нохчи, что он был наибом шейха Мансура, что этот был наибом шейха Мансура. Две фотографии. Да, две фотографии мне прислали братья адыги, черкесы,
что вот они переселились, они были мухаджирами, переселились из-за уже после пленения Шамиля, ой, не Шамиля, а шейха Мансура, оговорился, простите. Они пришли и осели здесь, в Чечне. И у них, они в эти две чеченские войны, даже войны закрыты, там на арабском языке, прямо на этом мече, сабле, мече, правильно, кинжале, было зафиксировано, что это был именно на арабском, что это был наибом им шейха Мансура. И точно так же присылали наши, что он был близким наибом шейха Мансура. Но, к сожалению, эти люди, я с этими людьми фотографию я опубликовал, кажется. У меня есть, они должны быть там, на этой странице, нужно спуститься. Вот. А конкретных полных фамилий наибов адыгских шейха Мансура есть точно, они зафиксированы, есть у них в основном адыгские, то есть черкесские. Наши я видел в списках черкесских источниках. Ну, там я видел 2-3. То есть они указывают, что они по национальности были чеченцы. Я очень мало знаком с адыгскими документами, касающимися шейха Мансура. То есть в основе там песни, которые они пели, статус то шейха Мансура, то, что дали статус имама Первого Кавказа, они дали. Все вот этими моментами я сталкивался. Но поименные списки, все остальное, к сожалению, у меня не такая богатая база, как у братьев адыгов, черкесов. Поэтому были, количество от 10 до 20 тысяч. Это опубликованное, точно опубликовано это. И они, я слышал ранее о 10 тысячах, но последний год-полтора тому назад появилась информация, одни из самых лучших седел для лошадей делались черкесскими мастерами. И там указано, что имам Кавказа, шейх Мансур, когда шел на поддержку своим братьям, адыгам, он заказал 20 тысяч седел. Исходя из этого, с ним пришли от 10 до 20 тысяч воинов, которые вместе с ним воевали. Насколько я знаю, количество, и вполне вероятно, что 10 тысяч это более достоверная информация. Количество убитых в войне с шейхом Мансуром, официальных русских данных, до 38 тысяч. Его сопротивление длилось фактически 5 или 6 лет, плюс-минус, да, шейха Мансура. За этот период считается, что он нанес российской армии ущерб в солдатах 30-38 тысяч солдат. 30-38 тысяч солдат. Это не говорится, что сам шейх Мансур, но возглавляя именно шейха Мансуром, что он нанесет, считается, ему предъявляли это именно, что за счет шейха Мансура погибло такое количество солдат и офицеров разных рангов. Вот такая информация есть, тоже я их читал. Дальше смотрим. Магомед Арби. Есть ли какие-либо данные о количестве чеченцев, которые... Это я уже зачитал, ответил. Так, Гейнс Гудериан пишет: Башлам, у наших предков не было времени фиксировать те вещи, кухни, танцы, проблемы были другие. Ибраим Ганс Гудериан, я же об этом и сказал, Вашане. Я же об этом вам до того, как вы мне написали, сказал. Была иная ситуация. Во-первых, до реконкисты, уничтожение, вы просто, сегодня это просто цифры. Уничтожение Тамерланом до 80% населения, культурных центров, то есть башенных комплексов, селения, он все стер с лица земли. И сохранились только небольшие части в Галанчорском, Витум-Калинском, в Шаройском. Все. В Шатойском, Шаройском, вот в этой, то есть области Дзурзукети, Кистети, которая горной частью считается. Вот в чем проблема, вы не понимаете. Когда нам говорят, вот у вас нет, возможно, все это было, но оно было 20%. Из 100% остались 20%, которые смогли скрыться в Шатое,
в Галанчоже и в Итум-Калинском районе. Остальное все было уничтожено. Он камня на камень, ни стариков, ни детей, никого не щадил, все уничтожал на своем пути. Это Тамерлан был. Вы понимаете это? Вот в чем проблема. Это сегодня просто цифры. А на тот период это просто страшные, кошмарные. Это трагедия, это геноцид, это уничтожение всего, что было, в том числе и культурного наследия. Он там описывается, что он ни одной сакли, башни, сакли-то в то время не было, ни одного башенного комплекса не стал, разрушал просто. Это была мощь. И он это сделал не только в Чечне, начиная со всех адыгских, княжеских, то есть у них были князья, замки, вот имеется в виду, оттуда в западной части, уничтожая все, и аланское наследие, все уничтожил, камня на камне не оставил. Это была мощь. В мире не было аналогов, не было человека, кто мог противоставить Тамерлану. Это был второй Чингисхан. Некоторые говорят, что он был даже свирепее Чингисхана. Вы не понимаете, самое могущественное аланское царство, которое просуществовало фактически по разным данным, где-то 700, где-то 1000 лет, он на камне не оставил. Он уничтожил это все. И сегодня, не то что у Нохчи народа письменность, сегодня все приписывая себя, говорят, ни у кого нету аланской письменности. Как таковой нету, то есть выставить алфавит, показать и все. Нету. Нету хазарской письменности. Нету. Где оно все? Какую использовала письменность Золотой Орды? Но это сохранилось, насколько я знаю. Поэтому я знаю, что у нас были войны. Я знаю, что не до этого. Мы же это знаем. Мы видели в 20 веке Первая Чеченская война, где эта учительница, я выставлял этот ролик, плачет, она просит детей учиться. Мы должны выжить. Мы же все эти трагические, это просто не передать. Насколько болезненно, я взрослый человек, мне до сих пор настолько, я смотрю этот ролик, эту учительницу, наверное, если эта девушка живая, если бы я ее увидел, взрослая женщина, я бы ее обнял просто настолько сильно, потому что в эту войну, в Первую Чеченскую войну, она плачет, говорит, мы должны учиться, мы должны выжить, детям объясняет. Это святые люди, эти учителя. Это просто не передать. Конечно, нам не было время зафиксировать. Но мы же не говорим о современном, хоть кто-то же должен был это зафиксировать. Но не все же 100% воины. Не все там определенно после 60 лет мы развязывали пояс, становился старше, можно фиксировать. Это все можно было делать. Другая каста, военная каста, воюющая каста, по-разному называть. Так, уважаемые друзья, я прошу вас не теряться, я прошу вас не забывать вопросы. У нас закончился час, трафик закончился, мне нужно перезагрузить, чтобы мы с вами продолжили. Если вам интересно, оставайтесь, задавайте вопрос, готовьте. Я остановился на вопросе брата Лека. Брат, я читал Кодекс чести, Нохчала Лезгивал, одно и то же, одни и те же адаты, одни и те же нравы. Так, ладно. Башлам Байсангори Суртсундуй Борз запомнил. Бено запомнил твой вопрос. Таких случаев в интернете полно. Так. Руслан. Руслан, салам алейкум. Мне нужно, сейчас я быстро прочитаю. Салам алейкум. Я тоже историю Хизар разложил по полочкам. И это нетрудно догадаться, что все слово в народе Гергар Акцернаха ингуши уже реформируется. Руслан говорит, у нас зафиксировано, но распространять у нас нету больше ресурсов. У нас никогда не было хорошего отношения с Россией. Так, потому что больше всех мы достали ему проблем. Так, и правда, наши предки были разбойниками, ясно дело, что нет хорошей жизни. Никогда наши предки не были разбойниками, наши народы нужны разбойники. Друзья, вы много вопросов задали, извините, я сейчас...
мне нужно его продлевать, поэтому это никого, как бы, чтобы не задеть, не оскорбить, я хочу сказать вам, что таков процесс, к сожалению, технические возможности у нас ограничены, но все-таки мы пытаемся ответить. Сегодня у нас больше уклон на историю общего Кавказа, культуру, философию, историю Кавказа. Именно поэтому мы затрагиваем разные вопросы. Я начну с вопроса нашего брата Лека, который прислал. Я хочу сказать так. Ты сказал, что от даты нахчийцев, кодекс чести Нахчала, ты читал, или что они с лезгинами, у лезгинов тоже совпадает. Ничего удивительного в этом нет. Чтоб ты знал, Кавказос и Лек были два брата. Вот. Поэтому здесь и лезгины являются автохтонным народом, родственным народом, братским народом для представителя Нохчи народа, потому что на тот период Дагестан, ныне называющий Дагестан, не был таким пестрым и разноцветным, разнообразным, таких разных национальностей много не было. В разные периоды то Персидская империя подселяла, или то Тамерлан это делал, то другие, третье, десятое. И она стала сегодня такой, какая она есть. Поэтому ничего удивительного в том, что мы, как говорится, делаем то, что мы рассказываем, то, что у нас совпадают какие-то. У адыгов есть кодекс чести, у Нохчи есть кодекс чести, есть и такой же есть у лезгинов, не 100% одинаково имеется в виду, а что-то либо подобное, тут ничего удивительного нету. Так же, как и адыги, лезгины, Нохчи и грузины в том числе, это являются автохтонными народами. И то, что у нас что-то может совпадать, что-то быть общим, похожим, но разными названиями, здесь ничего нету. От одних братьев пошли по-разному, и здесь обогащение культуры происходило по-разному. То есть оттуда происходило больше с Персии, там, с других сторон, здесь происходило с севера или запада. Башлам, правда, что в VII веке во время нахчиматян были монеты с названием Нахч? Нет, неправда, не видел такой информации. Нахчи я не слышал. Я слышал Нахар, но Нахчи я не слышал. Ассаламу алейкум, Башлам. Ты получил от меня донат, вчера отправил Хачру Бай'ил. Да, Бай'ил, да, Сидвар, да, Дересхил, да, зашло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум. Башлам, годы сега, мукшай. Да, ашлу, альхамдулилlah. Башлам, вот по поводу вот этого танца я хотел рассказать одну историю, да, по поводу лезгинки. Вот, к тому, что ты говорил, мне один участник лезгинки, Махачкалинской, Кабардинки, в Кабарде он выступал, но он старый был человек, который это еще в 70-е, 80-е, когда он молодой был, он рассказывал, что он там танцевал, и Самбаев приезжал к ним и так далее, и так далее. В общем, и сам он еврей, не дагестанец, не чеченец. И он, я у него... Горский еврей. Да, горский еврей, да. Горский еврей. Уточнение нужно, да, обязательно. Да, горский еврей, с Кавказа он. В общем, и я когда у него спросил, а вот сам танец, его происхождение, его как, что, вот, ну, я у него поинтересовался, сам этот лезгинка, на что он сказал, что это, говорит, это был танец воина. То есть вот эти вот движения, вот эти движения, вот это были своего рода приемы в древности, которые применяли горцы. И потом, когда необходимость отпала, да, ну, когда появилось огнестрельное оружие, в память о вот этих вот, ну, об этом боевом, скажем, танце, они его перевели, ну, горцы Кавказа, именно в танец, то есть для того, чтобы сохранить вот эту вот культуру. И я вот еще слышал, это конец Советского Союза был, один из дагестанских
спортсменов, ну, он занимался восточными единоборствами, и он разработал технику, взяв за основу из танца, горских вот этих танцев, из лезгинки, да, поехал в Китай, защитил, все его признали, ну и так далее. То есть вот такая вот история вот об этом танце. И я к тому, что говорю, вот эти непристойности, которые присутствуют, это какой-то новодел, и то есть, ну, этого в этом танце, в его смыслах, а его, в общем, не было. Также мне хотелось, знаешь, сказать вот по поводу, вот ты говорил в подтверждении твоих слов по поводу вот лезгин, да, которые там, ну, древнейший народ и так далее. Один из лезгин, он, я не знаю, как к этому относиться, он сам, да, кандидат наук, он рассказывал, что именно персидское царство, древний Иран, то есть государственность, основоположниками являются лезгинами, он сказал. То есть они когда-то ушли туда и организовали вот эту вот страну, то есть вот этот вот Иран. Хочешь сказать, что от албанского царства уже пошло персидское, да? Так он? Да, из тех времен, то есть именно лезгины, ну, может быть, с албанского царства, либо до албанского, хотя говорят, что около 2000 лет до нашей эры образовано албанское царство. Ну, это возможно, потому что Дербенту 5500, то есть официально его возраст происхождение. И тому, что ты вот говорил про шейха Мансура, что он ездил туда, в Ахты, опять же, сами лезгины утверждают, что Ахты, первая мечеть была построена в Ахтах. Она была построена на 80 лет раньше Дербентской мечети. И вот эти вот ученые мусульманского мира, очень много, около, ну, десятки, говорят, Аль-Ахты они называют себя, то есть по происхождению вот, мусульманских богословов. И первый университет в исламском мире был открыт именно в этом районе, ближайшем, вот куда шейх Мансур отправлялся. Вот это вот мне хотелось сказать, добавить. Абсолютно полностью поддерживаю и говорю так, дополню немножко твои слова. В плане каком? Дело в том, что как бы это дополнение твоим словам. Первыми, кто принял ислам на Кавказе из народов, этносов, это лезгины. Да. Вне всякого. Да. Раньше него не принял никто. Лезгины приняли раньше всего. К сожалению, лезгинское государство, как и Уральское царство, было уничтожено по халатности самих лезгин. То есть албанцами называют их, лезгинами называют. То есть у них было очень хорошее отношение. Я сейчас глубоко заходить не буду в историю, но так поверхностно. Лезгинов и сегодня считают одними из добрых, таких мягких людей, больше образованных людей. То есть это класс не столько сегодня, ныне они являются, как вот сегодня, не воинствующие, считаются лезгины. И это не говорится, что они там слабые. Нет. Они вот класс людей, которые были намного раньше и по своей автохтонности были образованные люди. Очень образованные. И с точки зрения религиозного. И они в определенный момент, управляя этим государством, допустили, как и Уральское царство, допустили так называемых близкородственных, назовите их, или соседствующих свое государственное устройство. И передали им конкретно вожжи воинственного управления. То есть управлять какими-то, ну, сегодняшними, это МВД, там, допустим, Минобороны. Государственными структурами. Да, государственные структуры. Поскольку сами они были образованными, то есть в них было очень мало подлости, предательства. И вот в этот момент, конечно же, произошло то, что произошло. Потихоньку разрушили и Албанское царство разрушили. Но сегодня считают реальной проблемой там, что это были набеги и все остальное. Но я имею в виду, растеряли это. Все растеряли понемножку. Как и мы потеряли там Уральское, или близкородственные нам потеряли в Уральском государстве. Просьба к тебе. У меня большая просьба тебе.
очень большая просьба. Ты знаешь, что у нас с тобой есть видеоматериал, где один из взрослых представителей лезгин говорит, что самоназвание Нохчи народов и старшие лезгины, то есть взрослое поколение, Нохчи называли Нахей. Мы с тобой видели это видео. Я хочу тебя попросить. У тебя вроде бы есть связь с этим представителем интеллигенции лезгинов. Я тебя очень прошу, Айса, попроси его узнать достоверность этой информации, как они называли представителей древности или в истории именно Нохчи народ, и какая информация есть. В любом случае, я уверен, что у лезгинов записано или зафиксировано будет. Что касается шейха Мансура, однозначно шейх Мансур получил свое образование, считается в Ахтах. В кто из них был на тот период более сильным богословом, я сказать однозначно не могу, но записано у него было. Мало того, что считается, что с Ахтов, после того, как он получил образование, имеется в виду, укрепил свои знания, что он направился к курдам, что у него были связи с курдами, говорится. В какой части рядом, где с лезгинами жили курды, я не знаю, но это тоже описывалось в этот момент. Некоторые даже указывали, что когда шейх Мансур призвал, первый имам Кавказа призвал на свое войско сопротивления завоеванию царской России, что среди них были и курды. Достоверное подтверждение этой информации у меня нету. Я как бы не любитель, честно сказать, у меня нету такого любви к курдам за счет того, что я знаю, что они творят сейчас с моими сестрами, с нашим населением, которое есть на сегодняшний день в Курдистане, которое есть в Ираке. Я понимаю, что они пришли туда с войной и так далее и тому подобное. Не дети пришли и не женщины пришли. Поэтому у меня сегодня к ним, конечно, нету такой любви. Но исторический факт остается фактом. Говорится, что после Ахтов, после обучения, что он встречался, то ли общался с курдами, но, видать, то ли эти ученики учились, и курды учили, это курды-мусульмане, чтобы было понятно, учились точно так же у лезгинов в Ахтах, или же так, я точно не могу сказать, это всего лишь гипотеза. Но факт остается. Значит, если они далеко живут, Лек, значит, или они учились вместе с ним, или он же все-таки попал. Но информация о том, что он попал в Карабах, шейха Мансуру, этого у меня информации нету. Но то, что он был знаком, и что по призыву его пришли представители, были представители непосредственно курдов, это, конечно, и очень интересная тема. Поэтому, Айса, я очень тебя прошу, постарайся, на самом деле, достоверность этой информации, нам это очень важно. Если же есть, пускай молодой, русскоязычный, русскоговорящий, или там хотя бы лезгиноговорящий, если он не говорит на русском языке, нам эта информация очень нужна. Потому что если это достоверно, если на самом деле старшее поколение, взрослые, то есть более знающие лезгины, достойные наши братья и соседи, на самом деле говорили нахи, кроме одного подтверждения, если будет еще, нам это очень важно зафиксировать. Если мы не сделаем, просто есть, ты знаешь, нордийцы, утырки, они сегодня даже начали говорить, что на самом деле аварцы не называют чеченцев буртиналами. Они говорят, нет, что они называют их чеченалами. Но, насколько я знаю, я говорил со старшим поколением аварцев и знающими, образованными аварцами, они четко говорят, что они называют чеченцев буртиналами. А свое самоназвание это маарулалы. Поэтому нам нужно это узнать. Узнай, если тебе не трудно. Хорошо? Хорошо, я у лезгина, вот, которого я знаю, я спросил, а как вы называете нас, чеченцев, как вы? Он мне сказал, что они Нохчи называют. Может быть, Нахи он Нахи сказал. Я это уточню, просто я это самое. Потому что вот эти сказки, вот это блеф, вот эта ложь, которая сидят, обливают сами от горшка два вершка, но вас никто не знал. Просто почему мне важно это название от леков, то бишь лезгин,
мне важно, поскольку они автохтонный народ, которые имели свою письменность, которые имели свою государственность, понимаешь? Вот из-за этого совсем богатство. Я знаю, что они тоже сегодня в плачевном состоянии, что они многое утеряли. Но я уверен, почему? Потому что если у персов осталось название нашего народа как Сасаны через букву С, то не остаться, то есть, чтобы этой информации не было у лезгин, я в это просто не поверю. Это маловероятно. Ты знаешь, вот этот вот лезгин, когда мы с ними общались, ну, с одним из лезгин, он говорил, он рассказывал, что их старики, да, они не только, они говорят, большинство тейпов, и чеченских, и адыгских, известных тейпов, они знали, говорит, то есть они не просто, то есть общение, они говорят, вот эти тейпы, когда называли, они узнавали. Что касается курдов, нам же известно, что курды проживали, это северный Иран и северо-восточная Турция, да, вот эта вот граница, это практически Лезгинистан, он и доходил. В севере Ирака тоже Да, проживают. да, но я имею в виду, вот эти вот границы курдов, они проходили практически у Лезгин, рядом они были, поэтому я это выясню, и общение и контакты, они могли происходить в любом случае, они вот, потому что граница лезгинов, которую они называют, она, говорит, проходила по Араксу. То есть сегодняшний Азербайджан, это Аракс, река Аракс, и вот это вот Карабах, Ереванское ханство, которое сегодня Арменией называется, да, то есть там везде они проживали курды. Я узнаю все, что необходимо, я, в общем, выясню. Я говорю, так, Башлам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Смотрите, если бы один момент хочу. Мне пишет в директ не один человек, а с десятка представителей Сюли народа писали мне, почему ты так уважаешь и почему ты так много говоришь о лезгинах, они с вами не граничили, они с вами вместе не воевали, они не воинствующий народ, вот мы больше с вами воевали и так далее и тому подобное. Я клянусь вам Аллахом, это правда, это очень много задавали этот вопрос мне, вот, заходили в директ, писали. Я ни в коем случае не сегодня как бы не возвышаю или не принижаю кого-либо. Да, возможно, лезгины с нами сегодня не граничат. Возможно, сегодня иная география, и между нами появилось много-много разных национальностей. Конечно же, аварцы, как соседи, рядом у нас получалось так, что в Кавказской войне, вы знаете, участвовали и достаточно огромное количество, и аварцев тоже. Но это неправда, что лезгины не воевали якобы в Кавказской войне, и что они не были сторонниками имама Шамиля, или что они не были сторонниками, допустим, шейха Мансура и так далее подобное. Это все недостоверно. Конечно же, они были. Лезгины всегда принимали активное участие во всех кавказских, каких бы ни было, и в войнах, и в политике. Просто это сегодня немножко другая ситуация. И сегодня, если этот народ немножко так отодвинули в сторону, это не обозначает, что у них небогатая история, взаимоотношения с соседями и так далее и тому подобное. Поэтому я не хочу сейчас просто говорить многие детали, хотя я прекрасно понимаю, дабы не получилось так, что я вмешиваюсь в внутреннюю политику соседнего региона. Но братья лезгины — это автохтонный народ, это достойный народ, это воины, это очень сильные алимы, ученые, и они раньше всех остальных на Кавказе имели свое мощное государство, потому что лезгины — это костяк албанского царства, кто бы что бы ни сказал. И само собой это полностью подтверждает все
материалы грузинских ученых, которые говорили о том, что Лек и Кавказец были двумя братьями и поселили их в этих местах. Вчера я вам зачитывал информацию об этом Леонтия Мравиля, и это полностью... Нет, брат МНС, у меня цвет, к сожалению, поменяли. Так и рыжая она борода, седина и рыжая, она не черная. Вам кажется, конечно, но она не черная. Рыжий он и на самом деле. К сожалению, такой тупой свет у меня. Врут, брат, нашу историю стерли с учебников истории Дагестана. Больше лезгин ни один народ Дагестана не воевал. Могу фактами показать и доказать. Я знаю, мне не нужно доказывать, брат. Я знаю, но эти люди для чего это делают, я понимаю. Он типа хотел себя возвысить, показать свою воинственность, типа лезгин как бы отодвинуть. Ну ладно, поэтому я не хочу в это вникать. Я прекрасно знаю, кто такие лезгины. Я знаю даже, что во время Кавказского, Албанского царства наш народ ходил на поддержку Албанскому царству. Это исторически зафиксированный факт. То есть не как чеченцы, а под другим названием. Я живу за пределами Чечни, но скажу одно. Лезгины очень тесно и хорошо относятся к чеченцам, также и чеченцы к лезгинам. Ракембо чеченский, ДРСХЛ, абсолютно согласен с тобой. Да, и пока мы с вами общались, один брат Асламбек, кажется, да, брат Асламбек поддержал наш канал, задонатил. Асламбек, да, Сейдуэль, да, Духуахуал, ДРСХЛ, он за поддержку, за то, что не забывайте помогать нашему каналу. Благодаря вам мы существуем и работаем. Не забывайте поддерживать нас, не забывайте писать, задавать вопросы и приводить нам больше подписчиков. У нас интересно, у нас важные и актуальные вопросы, касаемые истории, культуры, традиций, адатов. Так что подписывайтесь, приглашайте. И братьям, которые донатят, я понимаю, что тяжелое время, но все-таки находят возможность помогать нашему каналу. Неважно сумма, больших финансирований у нас нету, поэтому не знаю, как некоторые нахчи относятся к лезгинам. Нет. Послушай меня. Во-первых, МНС. Не дело в том, что ты путаешь лезгины не сюли. Лезгины это лезгины, сюли это сюли. А то, что ты сейчас закинул или говоришь, что избил там 5 там какие-то бытовые случаи, здесь неуместны. Это история, это государственное устройство, это соседство, это взаимоотношения. Если сегодня бы кто-нибудь сказал, что приехали ногчи к лезгинам, напились, дебоширили, это делали, то делали некрасиво, и это опубликовали, думаю, нам бы это не понравилось. Вы, к сожалению, очень путаете государственное мышление с бытовым. Ты, дорогой мой брат, МНС, поступил неправильно. И бытовые вот эти склоки нам неуместны. Их не надо здесь писать. Где-то мы побили, где-то нас побили. Это недостойно тому, чтобы мы это на всю аудиторию, тем более это сохранится в эфире, тем более тысячи людей могут это посмотреть. Поэтому такие вещи бытовые мне не интересны. Может, побил, может, он был сильнее, может, те были слабее. Но не путать, я еще раз повторю. Лязгуай – это не сюли. Сюли – это аварцы. Сюли – это сюли, лязгуай, лезгины – это лезгины. Поэтому прошу не путать, и не нужно такие вещи делать в игре. Делаешь قيتم بوي وقيتم جو تعوي تعتخين عنيس بات وقيتم وين ناقوستوي باتشاق والري وين يشتول همشنا كورد باتوي حلغي إتكوك حلقة ويلتيوي ويدع الله هب اتحنه
هم اللي يقع يولشمت وي حلقة يبدر وي هردينا قال تعالش تعين هدو تيش هندو باخ تيش هندوش تيش سوي خليل وشو تيشي هو بحندو تيش أولي اتسومنا ويل سيوي والله تيحي خيريوش دول هنديش نيس مدات دوقمتك شوي كيجير خواشن يهتن غيب باخ همان سميك باخ وي دوتسي غاسقي بليرش مشجي بليرش يجوكتي بليرش وي دوتسي وي ديس ما تسدوتسوي شي ديل داش يتسيوش دول هم شات سديش ما ديتسيشش اقتغن وي مدر ديتش وي تديكادورش وي علمانتسا وي تساني غوب دياش ك دايازين دول همش قيدة لغا وين يوش دقومدو وين مساريخ مواستخيدين مساريخ اردينير ووز دينير ارشهر دع بيرزين وي بوش يقام يرشتش نيس دات ما ديتسيشي همش ديالش مديت احيان تاخر شو مدات так дальше Ассаламу алейкум, Башлам, пожалуйста, расскажи про государство Симсир. Валейкум ассалам, Сургут держит лезгин, ты что, путаешь? В Сургуте очень много лезгин, как я знаю, очень хорошие отношения между нами. С чеченцами неохотно дружить и быть в союзе народами Дагестана, Чечня нуждается в сильных союзниках. А давай, да, худючу. Сохудючу, хаудючу. Так, ладно. Давайте оставим вот эту бытовуху. Сейчас я веду другую дискуссию. Мы говорим об истории. Сильная. Кто сильная? Россия? Так, мы дружим с Россией. Сильное государство. Америка? Давай дружить с американцами. А нужен ли ты или я американцам? Поэтому давайте оставим вот эту бытовуху и перейдем на нужный. Будь то в Азербайджане, будь то в Дагестане, лезгин есть лезгин. Если ночью проживают в Чечне или ночью проживают в Европе, это тоже один и тот же ночью. Поэтому давайте вот эти бытовые разговоры ненужные оставим. И мы сейчас говорим об истории, не более. Там был вопрос еще один о государстве Симсир. Об этом государстве информация на картах есть, зафиксировано это место есть. Это нынешнее, если сказать, это получается часть Ножеюртовского, Веденского, Курчалоевского района, Гудермесского района. Это эта область. В основе своей это получается, это так более расширенно. В этой местности находилось государство Симсир. По разным данным, это очень скудная информация о нем. Его уничтожались если этот лек МНС1У материл и делал все это, как ты говоришь, и сегодня он ведет себя иначе, достойно, нормально, или он лицемер, в чем ты можешь конкретно указать, или же он, ты его путаешь с кем-то. Я еще раз повторюсь, МНС, Ваша, ты можешь с ним говорить в личке, оскорблять друг друга, в директе, вы можете писать все, что угодно. Это место, здесь разные люди, здесь разные народы. Поэтому хока, здесь не взаимоотношения, это я по этому человеку лезгинов не сужу. Я говорю о Кавказской Албании, я говорю об общих лезгинах. Совсем разные вещи, поэтому я не хочу вот эти вещи, чтобы здесь выносились. Цундерас дюх, а детище делаштит. Там личка или
سو ديريكت عدي كان وتعالى وغيره نقطع وي عال شو هو وي كويرت عال شو هو سويك شادك حادثة دوتي سويك شادك باخد سبوخيش شو قيت يشتري. Поэтому, ладно, продолжим. Что касается государства, считается, что оно уничтожено непосредственно, по крайней мере, той информации, которой я владею, считается, что оно окончательно уничтожено под непосредственно силами монгольской орды. Не татаро-монгольской, а именно монгольской Субедай-Джабе они окончательно уничтожили, считается. Насколько это достоверно, опять же, у меня есть сомнения насчет этого. Почему? Поскольку Симсир, государство, находилось более в горной части. То есть я не говорю, что оно не было на плоскостной территории. Вполне возможно. Но, насколько я знаю, монгольское государство, монгольская орда в лице Субедай-Джабе в 13 веке, первой половине 13 века, когда они проводили свою завоевательную, так сказать, экспедицию, считается, что в горы они не пошли. То есть в горной части они не пошли, они прошли по низовью нашей родины. Это где Терек, Сунжа, плоскостная территория, где степная часть, потому что эти воины были приспособлены воевать в степной части. И что они прошли по этой местности. То есть в основном не совпадение мое. А Симсир было все-таки больше горной части государства. Вот эта нестыковка у меня есть. И по датам немножко не совпадает. Информации очень мало, очень скудная. Если было бы больше, там больше археологических находок именно периода Симсира. Очень богатая. То есть Мэйр, Тупи, Гюмси в этих местах находят археологические непосредственно культурные ценности на глубине там 5 метров, 3-4 метров находят вещи, которым 3,5-4 тысячи лет. Очень древние, очень, то есть в основе своей некоторые говорят, что это относится к сарматской культуре, некоторые к другим, но вполне возможно, что это осталось именно от государства Симсир. Симсир или вот не путать с Ариром аварским, которое находилось там за Уайхи и в этой области, где были аварцы. Это здесь у нас. Поэтому они оба есть на картах, как и Сарир есть, и Симсир, причем на одной и той же карте есть. Достоверности, по крайней мере, опровержения этой карты я не видел. Но информации об этом очень мало. Над этим работаю, ищу, фиксирую. Преждевременно забегать не буду. Информации мало. Если вы предоставите достоверную информацию, ссылаясь на кого-то, буду вам благодарен. Ганс Гудриан пишет. Куда пропал мой вопрос? Не знаю, Ганс Гудриан. Башлам, расскажи о нашей традиции брить голову с затылка. Эта традиция имеет глубокий смысл. Я об этом рассказывал. Некоторые говорят, что это только наша, другие говорят, что эта же традиция была и у некоторых других наших соседствующих автохтонных. А рассказать, что именно там, не так уж много рассказано об этом на самом деле. Расул Аллеев какой. Считается, что его уничтожили полностью уже в 13 веке. То есть, что это государство было раньше, вот. А последнее считается, что последнее уже окончательно уничтожено при монгольском нашествии. Начинается существование его, считается, до нашей эры, то есть это получается примерно возникновение во время, как и Аланского царства, с 1 века по 13, в пределах этого. Достоверно сказать однозначно я не могу. Опять же, конечно, есть возражения, конечно, могут многие сказать. Сказать, насколько оно было большим, насколько оно было или региональным, оно было или большим государством. Здесь тоже возникает вопрос. Почему? Зафиксировано ли оно другими источниками, будь то арабскими или персидскими,
опять же, албанскими или же грузинскими. Над этим нужно смотреть, нужно искать и описывать это. Но приблизительно первый век, некоторые говорят и до нашей эры, но первый век и по 13. Вот промежутки этого времени. На сегодняшний день я хочу вам пояснить проблема и Аланского царства тоже по-разному говорят. Считается, что Аланское царство по официальным данным некоторым считается с 5 и 7 века начинается Аланское царство и заканчивается под Тамерланом, 14 век. То есть 700 лет просуществовало. А сейчас я смотрю данные, многие источники пишут, что с 1 века нашей эры существовало Аланское государство. То есть получается, что оно просуществовало 1400 лет. То же самое с Хазарским государством. Хазарское государство считается плюс-минус, что существовало 700-600 лет. На самом деле в российской историографии оно зафиксировано. Считается, что оно просуществовало всего лишь 3 века. То есть 300 лет просуществовал Хазарский каганат. Поэтому эти разбросы есть. Некоторые вообще говорят, что Хазарского государства не существовало. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Что касается брить голову. Да, здесь очень коротко, здесь в принципе немного об этой традиции. Считается, что, во-первых, там были и как бы технический смысл этого, была привычка, чтобы было понятно, здесь несколько факторов. Первое, что человек идет на смерть. То есть этот человек живым не мог вернуться до тех пор, пока не закончится война. Ну, это своеобразный газават или джихад, или вот смертник, камикадзе, чтобы было вам понятно. Первое. Второе. Привычка того, что, кстати, многие это до сих пор культивировалось. Многие делали лысину, то есть брили голову для того, чтобы не попасться врагу, чтобы враг не мог за счет волос схватить за голову и нанести какую-то рану или же отрубить голову. То есть взяв за волосы, отрубить, поднять. А в период Кавказской войны, вы знаете, отрубание головы считалось это в денежном эквиваленте. То есть принес голову, за это платили тебе. То есть такие вот, хотя варварами называли нас. Чтобы это не доставлять, как говорится, своеобразно, так не позволять. Но с другой стороны, оно тоже ставится под сомнение, почему же оставляли чуб. То есть оставлялся чуб, кто-то говорит, для устрашения, что тоже имеет место быть, чтобы вы понимали еще исламской истории, что некоторые из ансаров, если я не ошибаюсь, сподвижников, красили бороды, чтобы навести страх и убрать седину. То есть, чтобы показались врагам, показалось, что они более молодыми. То есть, это была такая стратегия, ну, по крайней мере, так говорят те, кто знает хорошо исламскую историю. Я слышал, не знаю достоверности, Аллаху алям. Но я имею в виду, что разные народы делали по-разному. У викингов головные уборы там в виде рогов и так далее. Ладьи в виде драконов, дракарах имеется в виду, ладьи и дракары. Все это в тот период считалось для устрашения врага. И вот этот вид бритой головы, оставленные чубы, оно приводило для людей европейского уклада, наводило ужас и страх. Поэтому здесь несколько можно отметить. Конкретно больше всего зафиксировано и передается именно, что этот человек шел на смерть. То есть он шел, и до тех пор у этого человека обычно убивали или всю семью, или это как нынешняя сегодня кровная месть. Вы не забывайте, сегодня, может быть, этот адат не соблюдается, но в старину, то есть не в старину, еще в 20 веке, если кого-то убивали из твоей семьи, мужчины не сбривали бороду. Вы, может, и никто-нибудь не помнит, не убирали бороду. Не тот, кто виноват, чирт я ек вачу на суючут, чирхинс дал тема давайтили,
Садавин, я Девашвин, я Савашвин, я Секантвин. До тех пор, пока не была отомщена кровная месть, это тоже был в свое время один из адатов, не сбривали бороду. И люди, когда видели с длинной бородой, то есть, а, знали, что у этого человека, во-первых, горе, и что он должен делать до тех пор, пока он не приведет себя в приятный вид, они знали, что этот человек не отомстил через аекази и насилие. Но потихоньку этот адат ушел из нашей, как говорится, нашей истории. Но факт, что это тоже было когда-то. Кстати, насчет этого публикации мне тоже прислали. Есть одно из традиций, которые после принятия ислама, которые тоже убрали. Из-за того, что с точки зрения религии такого нельзя. Если была кровная месть, и люди приходили просить прощения, они становились перед той семьей или тем человеком, которого кровная месть, то есть приходили просить прощения, они все, их тейп, и тот, кто приходил просить за них, виновные, сам виновный, все остальные становились на колени, как суджуд делает, и просили прощения. И потом уже непосредственно сам, или же сегодня сказать, тот, кто остался и должен был отомстить, должен был подойти и сказать: я позволяю тебе, прощаю, оставляю, чирючшена. Сегодня это переросло, трансформация, это ушло, потому что сегодня считается, что поклоняться с точки зрения ислама нельзя. Только Всевышнему Аллаху, человеку нельзя. Но по древним адатам и традициям доисламским это была нормой. То есть этот человек должен был пройти через это, потому что он виноват. За счет него погиб человек. Если он не хочет мести, если они хотят как-то мирно это урегулировать, шли на это. Но после это ушло с принятием уже более углубления ислама. Потому что по исламским традициям мусульманин не имеет права преклонять перед кем-либо голову, то есть суджуд делать, земной поклон, кроме как перед Всевышним. Не имеет права. То есть это нельзя, с точки зрения ислама нельзя. Вот. Только перед Всевышним ты можешь склонить голову и колени. Тем более этот процесс в наших адатах, это очень, как вам сказать, постыдный. Проще дать себя убить, чем такое пойти. Но факт остается фактом, оно это входило в процесс. Раз ты или живи, или так вот. Ну, по крайней мере, кто-то помнит этот процесс, кто-то нет. Ну, по крайней мере, говорится, что этот факт существовал. Потом от него отказались, и вместо того, чтобы тот, кто должен был отомстить, сегодня снимает, сегодня приходит, укрывшись, укутавшись, склоненной головой, и он подходит, снимает и разрешает ему как бы дальше не скрываться. Сегодня это уже так, кровная месть прощается. А раньше он подходил, и тот, кто становился первым, среди них был виновный, остальные сзади становились и просили прощения за то, что совершили такой грех. Первого подходили, поднимали и прощали. И на этом заканчивалась кровная месть между этими тейпами или семьями. То есть адаты разные, и их нужно изучать. И периода джахилии, и периода постисламский. Они некоторые, я вам много раз рассказывал, может, вы не обратили на это время, трансформация происходила. И вот плавный переход и плавная трансформация была благодаря только с исламом. С христианством это не прошло, с иудаизмом это не прошло, а вот с исламом, как мы видим, это прошло. И многие, если даже я сегодня спрошу многих даже ученых, а я говорю уже, имеется в виду с точки зрения истории, многие ученые этого могут и не знать, и не пояснить. Я не говорю, что я больше знаю, но так получается, когда ты читаешь, когда ты узнаешь все больше и больше. Так.
про затылок я вам говорю. Да, я хотел вам провести аналогию сегодня. Вы слышали или нет, я не знаю. Но и сегодня многие борцы, особенно вольники и бойцы любого стиля, в основном единоборств, всегда считается, что лучшим для этого является, чтобы не проиграть, чтобы не воспользоваться. То есть волосы считаются уязвимым местом. И на протяжении долгого времени в традиции нашего народа считалось носить длинные волосы запрещено, чтобы он в нужный момент за счет этого мог не проиграть. То есть он должен был продолжить биться, и чтобы не воспользовались тем, что у тебя длинный волос, кто-то мог схватить каким-то образом тебя или голову вывернуть и так далее. Поэтому считалось коротко брить, сделать короткую стрижку, чтобы не схватить, никто ничего не мог сделать. То есть вот таким вот моментом могли. Поэтому это как бы с тех пор, еще с 18 с 19 века потихоньку пришло и современный лад. И поэтому, когда некоторые взрослые говорят «ишт меш вайдейш сталелина», когда говорили вот, длинные волосы отпускать, там, посмотрев голливудские фильмы, там, Ван Дам, не Ван Дам, туда-сюда, зырт, пырт, Никасан. Вот такие вещи всегда старшие осуждали. А их меш, изудри меш, лило, штахалама, вы слышали, наверное, вайдейш, идя штахалама, гуттер, короткие стрижки и так далее. Там, ну, полубоксы и все остальное, вот это влияние западной культуры, само собой, этого не было. Так что, может нравится кому-то, может нет, но были такие. Сегодня многие говорят, нохчалла, адач, туда-сюда. Но когда ты начинаешь с ними говорить, а что ты знаешь? Нохчалла не заключается только в том, чтобы ты окник чуя, чалгат вези, бохкани чуабоча, ваха иш сахалари, там не алиха везари, хашла халгалметик. Да, это важно. Это основы. Но остальные тоже детали, мелочи, как говорится, нужно знать. А этих мелочей многие не знают. Не знают, что никогда в жизни девушка не имеет права в присутствии там, мужчин говорить или поднимать и так далее голос или говорить громким голосом. Там много моментов есть. Я в эфире. Я в эфире. Так что вот так. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Симсир, это какой век я уже говорил. Дальше. Так что вот так. Есть вопросы еще? Задавайте вопросы. И, друзья, я понимаю, что как бы уже 3-й час сложно. Если у вас есть вопросы, если вам интересно, задавайте, и я обязательно отвечу. Мне наоборот, я понимаю, что завтра некоторым на работу нужно, может там 3-е, 10-е. Вдруг я пропадаю на целый месяц, меня не бывает, а тут подряд 3 дня провожу. Кому-то может не нравится, кто-то может устал, кто-то может заснул. Шумбали, вала целясу, но я говорю о таких вещах, которые они на самом деле полезны, и рассказать, и знать о своем народе, о своем, как говорится, не знаю. Каждый может воспринять по-своему. Но вы должны знать, что каждая минута, каждый час это и мои здоровье, и мои, как говорится, технические возможности, финансовые возможности. Все это, несмотря на это, это не важно. Главное, чтобы вам понравилось. Если у вас есть вопросы, задавайте. Если что, дайте знать. И только я заговорил. И Казбек. Угу. Я не знаю, что, но я скажу так. Один из братьев Турпал Айл задонатил, кажется, или Казбек, или Турпал Айл, я не знаю, задонатили. В любом случае, даже если они оба задонатили, Дейресхил, Турпал Айл, Унахил, Казбек, Унахил, дал Сиду, дал Дуктах, огромная благодарность за поддержку, то, что поддерживаете наш канал, за то, что вы, я не конкретно вас, вы уделяете внимание, вам нравится больше то, что мы
рассказываем свою историю, свою культуру, традиции, географии, больше, чем там бомбитам, Тамаевым, всем остальным, вы на какое-то благое дело направляете и свое здоровье, и свое внимание, и свои, как говорится, возможности. Цундера дал си дуэл, бодиснег эзашка соду летил, да, дуктатуэл. Так, Башлам. Много ли народов на Кавказе, которые воевали за свой народ и свое государство? Нет, немного. Не проси меня говорить, но немного. В каком понимании много ли народов ты имеешь в виду? Ну, допустим, кто-то просто сразу покорился, кто-то вел упорное сопротивление, воевал. Но свое государство это немножко неправильно. Была ли государственность в прямом его понимании? Конечно же, не было. Многие народы жили, ну, допустим, наша родина была военной, такое военно-демократическое устройство было. Все, парламентское, хоть, ну, военно-демократическое было. То есть здесь совсем иная структура. Но сегодня, если ты пояснишь, нормальные знающие люди бы так бы записали. Но те, кто завоевывал здесь, для Российской империи того периода, мы были варварами, дикарями, которые не хотят жить, которые воруют и так далее. Да, я хочу еще сказать одно. Воровство невесты, образ нашей культуры учеными считается, и да и я читал это, пришло только с приходом татаро-монгол на Кавказ. Это их обычай воровать, укутывать невесту, заворачивая ее в ковер или мешок какой-нибудь. Это их традиции, их культура. Такого никогда в жизни у кавказских народов не было. Это принесли именно кочевые племена, и это их традиции. У нас этого не было. Сразу вам говорю, это не наше. Воровать как таковой, угонять скотину, быстро нападать и воровать невесту, это традиции кочевых племен. Таких традиций у кавказцев не было ранее. Ну, что-то принимают, что-то нет. Факт остается фактом. Ну, ладно. Это ремарка небольшая. Имеется в виду, имеют ли право нас упрекать вообще те, которые никогда не воевали за свой народ и государство? Нет, конечно. Конечно, нет. Не имеет права, ни морально. Ну как же сегодня, черту, как тебе сказать, имеют ли право? Право на все, что угодно сегодня имеет. Сегодня же любой человек садится, считает себя гением, пафосным историком. Грузинские ученые на протяжении 200 лет проводили великолепные работы в своих рукописях, открывали университеты в честь него. А магистр исторических наук Республики Ингушетии сказал, что это все неправда и что они ошиблись, понимаешь? Вот такие у нас есть. То же самое шейх Бузуртанов Руслан своими магическими вуду заклинаниями тоже сказал, что 200 ученых, которые подхватили это от главного там, грузинского другого ученого, что они все ошиблись, на самом деле никакого народа Нахчи не существовало. Вы представьте, люди 200 лет тому назад, и после него целая плеяда профессоров, академиков, докторов исторических наук над этим работала, они все говорят, что это правда, а он, Руслан, и этот магистр исторических наук Ингушского университета или научно-исследовательского, они опровергли. Они говорят, что нет, не существовало, что этот грузин ошибся. На самом деле магистр говорит, что этот народ, это Сюли какой-то народ, Нухчиба называется, а Руслан Бузуртанов говорит, там неправильно, искаженно, на самом деле это рукопись. И мало того, вы представляете, грузинские ученые на протяжении 200 лет не предоставили Руслану Бузуртанову и Магомеду, Мухаммад, кажется, его, Албагачиев фамилия, и ему не предоставили, не показали оригинал документов, грузинского документа, где написано, что там была церковь у Нахчи народа. Вот.
какие нехорошие грузины. Вот они не пришли и не показали магистру исторических наук и шейху Бузуртанову этот документ в оригинале. А значит, он не существует, а значит, не существует Нохчи, а значит, были только чечаны, которых якобы создали русские, разбросанные, создали в 18 веке. Вот такая вот наука. Вот так люди работают. Сундера имеет ли право обсуждать чеченцев или право имеет каждый для себя, но сидеть и разглагольствовать это на весь мир, нести опургу и нарнийские сказки не имеет права никто, кто сам не прошел через это. Даже я конкретно говорю, даже те люди, которые не имеют даже своих национальных героев как такового, ну как герои каждого свои, но эти люди сидят, в то время они предали своего героя, сегодня они считают его больше героем у себя, то есть моменты такие есть, обсуждают наших героев. Имеет моральное право? Нет, не имеет. Морального права разглагольствовать и на всех говорить это не имеет права. Почему? Потому что ты не знаешь реальной истории этого человека, ты не знаешь реальной истории этого народа. Поверхностно, оскорбительно за спиной мертвого человека сидеть и обсуждать его, не зная ничего о нем. Это с кавказской морали, с человеческой морали, это недостойное поведение. Тем более, если ты сам и полчаса не воевал. Ну, вообще, я говорю, как таковое. Так. Что еще у нас? Мне тут так дальше. Имеется в виду право, так не отвечаю. Вот именно. Машаллах, брат. Мне тут один ингушский паблик скинул ни с того и ни с сего якобы слова Деникина, что, мол, чеченцы менее воинственные. Ты знаешь, у меня есть книга Ермолова. Скажи, на какой странице они это сказали? Когда ты про тот документ, которому Артему Плата подсунули, которого не существует и никогда не было, более воинствующий, но у меня возникает вопрос, неужели Ермолов был настолько идиотом и тупицей? Это человек, которого, как бы мы его не улюбили, он был губернатором чуть ли не всего Кавказа, то есть территории России, Кавказской части. И этот человек, воюя против нас, назвал нас менее воинствующими, чем тех, кто вошел добровольно в состав. Я что-то не понимаю. Может, у меня что-то с логикой не так. Нет, я говорю про официальные документы. Я не могу понять, как Ермолов, ненавидящий чеченцев, воюющий против чеченцев, пытавшийся, который Бейбулата Таймиева убить, и многое другое, сказал, что чеченцы менее воинственны, чем другие. Я не знаю. Я с таким документом не знаком. Может, он... Тогда я хочу сказать, что явно Ермолов был какой-то шизоид. Так я покупался и нашел, что не все так, как преподносят. Так, оказывается, это были большевики с ингушами совместно, а эти вообще исключительно себя приписали. Ну, я не знаю. Во-первых, во время Деникина и точнее, ты же не про Деникина, ты про Деникина говоришь. Я про Ермолова вообще-то говорю. Что касается Деникина, это совсем другое. Там про большевиков, про меньшевиков. Даже возьмем Деникина. Сколько воевал Деникин здесь? Месяцами воевал он здесь. Месяцами. Гайтинское сражение. Алханюртовское сражение. Самолетами бомбили. В то время уже была авиация. Белогвардейцы. Самолетами. Несколько тысяч чеченцев полегли в этих боях. Это
то была там речь идет менее или более воинственные, чем чеченцы, это маловероятно. Еще раз повторюсь. Речь, если я не ошибаюсь, идет о шестидневном противостоянии. То есть, когда ингуши заняли сторону непосредственно за большевиков, большевики обещали большие преференции ингушам, вернуть все земли, которые были, если они поддержат революционеров, большевиков, все земли, которые были поселены казачьи станицы, то есть казаков оттуда всех уберут и вернут ингушам, дадут больше земли и больше поселений. То есть и тем самым, конечно же, наказав большевиков, наказав белогвардейцев и так далее, Деникинщину. И насколько я знаю, все это сопротивление занимало 6 дней, если я не ошибаюсь. Я давно читал об этом. 5 или 6 дней. Этого времени хватило, чтобы большевики ушли в Грузию. Скрылись в Грузии, где-то в других местах, по крайней мере, так говорится. И за счет этого они получили большие преференции от большевиков. Ну, по крайней мере, это я читал. Если ты о 6-дневной войне черту говоришь, то да, это было. Ну, что это было, как может такое быть, если в одних сражениях в Гудермесском, в Гайтинском, в Алхано-Юртовском, то там потери были, и время было месяцами. Ну, по крайней мере, 30-40 дней было. Не знаю, может быть, за эти 6 дней Деникин потерял больше, чем, они могут сказать, что больше, чем за все эти 40 дней, но опять же возникает вопрос, сколько же человек было и что же за... Ну, там по-разному написано. Я сейчас просто, я понимаю многое, но я не хочу сейчас говорить об этом. Там говорится, что после 5-6 дней, как ничего не было, так и все, как говорится, закончилось, как и началось. Что вы думаете о пантюрках? По их мнению, все тюрки. У меня еще вопрос. Есть ли доказательства того, что нахчийские племена жили в Нахчеване? Отвечаю. Нам не нужен никакой пантюркизм. Мы не относимся к никаким тюркам. С уважением относимся к братьям тюркам, мусульманам. Но пантюркизм нам не нужен. И в истории нашего народа не сильно придерживались этой идеологии и этого понимания. Раз. Во-вторых, на сегодняшний день я не считаю его чем-то лучше, чем есть сейчас реально. У Турции на сегодняшний день самое могущественное тюркское государство — это Турция, по моему мнению. Другого более могущественного государства, кроме Турции, нету. У него достаточно огромно сегодня проблем, как экономических, так и внутренних. Поэтому нужен ли пантюркизм здесь, маловероятно. Но то, что они распространяют свою идеологию, это однозначно. Идеи единого Турана у них есть. По крайней мере, так говорят их историки, политтехнологи. Опасно ли это? Это нужно спрашивать у этих народов.
киргизов, кумыков, узбеков. Карачаевцев, балкарцев я не приписываю, там только язык от них. Турков, частично азербайджанцев, ну и остальные азиатские там страны. Казахстан, Татарстан и так далее. Все, кто относится к тюркам, раз он называется пантюркизм. Вот. На Кавказе, в Кавказскую войну, даже во времена, начиная с шейха Мансура, заканчивая имамом Шамилем, от Турции, как таковой, от пантюркского государства, было мало пользы. Это государство для себя полезное. Для продвижения каких-то идей было много. Я не говорю о простых людях, я говорю, прошу понять, мы говорим о геополитике, истории геополитики. Они всегда были себе хороши. Ну, я вчера рассказывал о шейхе Мансуре, о том, что Баталпаши и многие турки, которые защищали Анапскую крепость, могли намного больше сопротивляться, не сдаваться и так далее, и многое чего еще. Но мы знаем, чем это закончилось. Раз. Во-вторых, что касается времен имама Шамиля, считается, что много раз отправлялись в Турции письма о поддержке, о финансовой поддержке и давлении, но, насколько мы знаем, ничего этого не было. Третий вариант. Мы знаем, что в процентном соотношении 90% адыгов, 5000 мухаджиров, то есть со своих семьями, из Нохчи народа ушли в Турцию. Да, без сомнения, в Турции остались, больше всего мухаджиров осталось. Но многие, не согласные с ним, ушли в Урдомах, Иорданию, в Палестину. В то время была Палестина независимая. То есть имеется в виду палестинское государство, израильского государства не существовало и не было его. Его создали в 20 веке, чтобы было понятно. В Палестине, в Египте, само собой в Сирии. То есть на всей этой территории разместились мухаджиры, которые уехали со своими семьями. Если бы, насколько я знаю, есть информация, обещанные земли в Турции были неблагоприятные места, то есть климатически эти места были ненадежными. И считается, что небольшая часть из представителей нашего народа вместе с Абдуллой Гихинским, Нашхоевским, точнее, Наиб Сабдулла, один из мужественных наибов, попытались вернуться обратно. На что с одной стороны был открыт огонь, считается, вообще пишется об этом, турками, с другой стороны царская Россия, то есть из этой местности, где они переходили. И все это закончилось для многих смертью, другие остались, ушли дальше. Опять же, когда в османской, пантюркистской государстве разместили чеченцев, их поселили на проблемные земли, то есть где проживали армяне. И опять же у чеченцев пришлось вырезать огромную часть армян. Ну, по крайней мере, так говорит история, и так рассказали нам в прямом эфире наши мухаджи. Было это кровопролитие. Вопрос с армянами в этой местности решили чеченцы. Поскольку они говорили, что это их земля, но вот такие проблемные земли. То есть вот эти моменты были, и это говорит о том, что не столько, я бы сказал, у них интересы, там, переживания за мусульманскую уму, сколько у них есть четкая позиция своего государства. И все. Про развитие, богатство и так далее и тому подобное. Думаю, я ответил. Конечно, можно на это очень долго рассказывать, приводить примеры. Одно из государств, которое хочет стать сверхгосударством. Но мы знаем, что благодаря им сегодня Азербайджан в основе своей, по крайней мере, так пишут. Конечно, большую часть сам Азербайджан, но благодаря Турции вернули Нагорный Карабах
после почти что, сколько там лет прошло, с 92-го года, да? Через почти что 35 лет или 40 лет они вернули свои земли. Благодаря Турции. Но есть и такие, как бы, что вы думаете, так, о пантюрках я рассказал, есть ли доказательства того, что Нахчевань... насчет Нахчевания жили нахчийские, да, косвенные доказательства есть. Мы о них зачитывали, читали, рассказывали, и я вам рекомендую с точки зрения науки. Я на этот вопрос обязательно, если вы Фараджев 085 зайдете в следующий эфир, я надеюсь, если я доживу, и все будет нормально, в следующую пятницу вы можете зайти в эфир, я вам зачитаю его, в книге есть, и вы поймете, насколько достоверно и какие косвенные доказательства того, что некогда в этой области и там проживали нахчийские племена, и в честь именно Нахчи народа эта область называется Нахчевань. Нахичеван называют его, если я не ошибаюсь, азербайджанцы. Нахичевань его называют армяне. Вот. И таких Нахичеваний было, насколько я знаю, 5 или 6 тоже описано. И не только в этой области. Так что, как-то так. Есть вопросы? Не Нахи, а Нахчи. Нахичевань. Не Нахи, а Нахчи. Нахчевань. Ну, там немножко можно изменить. В Ютубе, Ибраим, есть вопросы? Ибраим, да, вижу, садает, если что. Задавайте вопросы, друзья. Как говорится, каждая минута нашего времени нам стоит очень немало. Поэтому, друзья мои, если у вас есть вопросы, если вы хотите что-то прислать, карту, информацию, книгу, пишите в директ. Я обязательно отвечу, если я знаю. Эфир, у нас есть телеграм-бот, где можно писать, узнавать все. А это тоже как бы наш канал в Телеграме. Мы в ВКонтакте есть, мы в Фейсбуке есть, мы в Рутубе есть, мы в Ютубе есть, мы есть везде. Поэтому каждый желающий может задать в любой из этой платформы, задать вопросы и обязательно отвечу. Если, конечно, я буду жив, здрав, и у меня будет возможность. И плюс, друзья мои, Анзор Урузбиев. Анзор, я не говорю, как говорится, сколько стоит. Это такие, каждый отправляет донат, сколько хочет. У меня нет привычки говорить, чтобы мне платили за трансляцию. Вот эти вещи я никогда не делал. Кто сколько хочет, помогает. Поэтому это добровольно. А я сам знаю, и Бряшка знает. Я думаю, что и мой австрийский брат знает. Пару человек знает, что сколько стоит, где и как. Поэтому каждый по желанию. Я просто сейчас комментарий не прикрепил, но там обычно бывает прикрепленный комментарий с номером карты. И кто желает, помогает. Когда набирается определенная сумма, достаточная, я, конечно же, оплачиваю интернет, трафик, и мы проводим эфиры. Так вот, мы есть на всех платформах. Еще раз, я постараюсь, я не знаю, конечно, будут публикации на нашем канале Инстаграм, в Ютубе, везде, в Твиттере даже мы есть, и там публикации проводим. Алхамдулилля, там тоже набираются подписчики, там тоже как бы
все у нас нормализуется. Мы, как говорится, почти во всех платформах мы есть, кроме Одноклассников. Поэтому большая просьба, когда вы увидите в Инстаграм посты, обязательно, я вас прошу, пишите, оставляйте 1-2 комментария, или смайлики, или там что-нибудь. Читайте и лайкайте. Нам нужно продвигать свои посты, нам нужно становиться известнее. А это все зависит от вас. Я понимаю, что норнийцы, руки, чтобы у них отсохли, никогда этого не сделают. А если напишут что-то про гениталии отца или матери и матерятся. Но вы-то нормальные люди. Я знаю, в Ютубе просто-напросто братья строчат комментарии. Огромное количество. Очень хороших комментариев порой. Но вам не трудно в Инстаграме через VPN зайдите или в Фейсбуке. Пишите комментарии. Лайки ставьте. Когда вы ставите лайки, пишите комментарии, приглашайте, раскидывайте, скрин делайте с нашего канала, говорите, отправляйте друзьям, знакомым, говорите. Подписывайтесь и распространяйте. Вы сказали, что в Азербайджане тоже тюрки, но генетически... Нет, ты не понял меня. Я сказал, что в Азербайджане есть тюрки, это раз. Во-вторых, что Азербайджан поддержала Турция. Это я сказал. Не забывайте. Я не сказал, что там все тюрки. Все тюрки я говорить не могу. Это неправда. Я прекрасно знаю, что такое Азербайджан. Я уважаю наших братьев-мусульман из Азербайджана, но факт остается фактом. Если вы говорите, что там нету тюрков, это ваше право. Но я знаю, что там есть тюрки, представители тюркского народа, что они поддерживают план Турана. По крайней мере, на карте Турции, где указывается, Азербайджан входил в туранское государство. Поэтому прошу не путать. И иногда дослушайте или переспросите точно, что я имею в виду. Поэтому везде мы есть. От вас нужны лайки, от вас это. Еще раз всем, кто смотрит в Ютубе, кто проживает за границей. У нас, если вы желаете поддержать наш канал, бегущей строкой есть из любой Европы, Америки, может отправить donation через Donation Alerts, кажется, называется, там ссылка, Ибраим запускает. У нас есть криптокошелек, кто желает, может через криптокошелек. У нас есть карта Visa, и кто желает, может поддержать через карту Visa. Все эти непосредственно ссылки есть на странице в Инстаграме. Я думаю, что в Ютубе Ибраим есть. Ибраим, если нету, на Ютубе тоже визовскую нашу, ссылки на визовскую, номер с ссылкой на карту Visa тоже скинь нашу, чтобы если кто-то есть, кто проживает в России, может через карту задонать. Если кто-то есть за границей, может через Donation Alerts. Желательно, конечно, это делать во время эфира, если вы через Donation Alerts делаете. А так, конечно же, через визу можно в любое время. Почему я делаю такой большой акцент на это? Потому что мы существуем и развиваемся только благодаря тем людям, нашим меценатам, моим братьям и сестрам, кто поддерживает этот канал, чтобы мы дальше развивались. А у нас работы очень много. Нужно распечатать очень много карт, нужно купить некоторые книги, которые сейчас появились, благо. Но мне нужно, конечно же, ваша поддержка бывает нужна. Все у самого не получается. Так что просыпайтесь, ищите нам хороших, как говорится, меценатов, достойных патриотов. К сожалению, не все понимают нашу деятельность, но все, что мы делаем ради, как говорится, нашей истории, нашей культуры и наших детей. Да, иншаллах. Вайтяшду, вайникт ишту, Аллах, дейр гушу, дейр гаятам цани, вая эцумат ячактол хаусырду. На этом я сегодняшний эфир заканчиваю. Надеюсь, вам понравилось. Огромная благодарность всем
4 человека, кто сегодня задонатил, да, Дейресхил, да, Абдухдах Дуэл, Бодиснег, Эзашкаса удовлетил. Огромная благодарность моим ютубовским подписчикам, телеграммовским, там, Facebook, ВК, всем, кто был сейчас в трансляции. Огромная благодарность всем вам. Все, что вы делаете, мы делаем во благо своего народа, своего отечества и всего остального. Не сомневайтесь, то, что вы слушаете, то, что вы распространяете, это очень важно для всех нас. Мы делаем все для того, чтобы максимально довести информацию. В Кремль сядешь ты и твой отец. Вы уже сели 250 лет тому назад туда. И не выходите из этого Кремля. Мне в Кремль не нужно, я живу у себя дома. Сюэль жгала ног чучу. А ты, Исрафил 29, 29, 29, Нарнийский. Ты в Кремле сидишь 250 лет. И просидишь еще столько же. Не тебе учить мне, что говорить. Если у тебя есть конкретные вопросы по истории, а не эти фельгиш-пельгиш, которые ты там считаешь остроумничать. По твоей манере, как ты написал Кремль, я знаю уже, кто ты такой. Я уже знаю, кто ты такой. Кремль хорошая вещь, Красная площадь, Кремль. А почему бы и нет? Будет возможность, и в Кремль сядем. Мы только за. У нас-то, по крайней мере, в этом Кремле кто-то был. В Белом доме кто-то был. Имеется в виду, работал вторым человеком. А кто ты такой и откуда ты появился, я не знаю. Не хотите к себе такого отношения? Ведите культурный диалог, ведите культурную речь, ведите красиво, достойно общение. Не нужны вот эти пустые, пафосные сотрясания воздуха и свой словесный я тебя насквозь вижу. Насквозь ты видеть меня не можешь. Такой, как ты, никого не может видеть. Ты умеешь сотрясать воздух и гнать пургу. Понимаешь? Потому что, создав пустую аватарку, такая же пустая, как и ты сам, я не вижу никаких объективных разговоров и культурной речи из твоих уст. Ты просто злопыхатель и человек, который очень сильно завидует. И все. Я ни слова не сказал плохого про тебя. Я не знаю, кто ты такой. Ни про твой род, ни про твою фамилию. Я не знаю даже, какого ты народа и кто. Но по тому, как ты написал про Кремль, я уже понимаю, кто ты. Вас раскусить просто... Так что, нарнеец, насквозь нужно видеть себя, свое сердце, очистить его, понимаешь? Очисти себя и свое сердце. Так что мне как-то без разницы, кто ты такой. Думаю, что, видите, хоть в конце эфира кто-нибудь да заскочит, кто-нибудь да сотрясает воздух. Тем и приятна наша работа, когда мы видим, кто есть такой. Понимаете? И я из-за таких, как ты и Бузуртанова, не отмазывайся. Нарнийский, оставь, да, не надо, не плачь. Бузуртанова своего возьми и куда подальше, вместе с собой, понимаешь? Я ни слова не говорил про тебя. Я ни слова не говорил фактически ни про кого ты говоришь. Вот этот свой словесный понос, извини за выражение, куда подальше. Твоего мнения никто не спрашивает. Ты никто, пустое место. Веди себя культурно, будь достойным мусульманином. Занимайся своей историей и своим Бузуртановым. Я не занимаюсь твоей историей, я занимаюсь своей историей.
и общаюсь в своей аудитории. Если есть конкретные какие-то вопросы, ты мог задать в течение 3 часов. А ты показал, что ты никчемный. И все. Всем ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Масера Адикюэль, Бюс Далдей Халюэль. В завершение своего эфира хочу сказать, уважаемые мои братья и сестры, уважаемые граждане все Кавказа, если я каким-то образом сегодня рассказываю историю так, как я ее читал, так, как я ее видел, нечаянно задел, оскорбил чувства народов, соседей, я прошу прощения ради Всевышнего Аллаха. Ни в коем случае я никого не оскорблял, ни народы, ни, альхамдулилля бекхан, ни народы, ни этносы, ни субэтносы. Я лишь рассказал, пояснил то, что я читал, с тем, что я знаком. Вы можете проверить, вы можете выслушать, но поймите меня, никого из наших соседей, проживающих на Кавказе, в мире, да и в России, везде, я не хотел ни обидеть, ни задеть. Клянусь Всевышним Аллахом, нету во мне ненависти к каким-либо народам и соседям. Есть конкретные факты, которые идут в адрес нашего народа. Мы их опровергаем, показываем, что это ложь. А остальное мы можем разговаривать, рассказывать о взаимодействии, о взаимоотношениях, о нашей истории. Поэтому прошу не путать, не поднимать из-за этого разжигания межнациональной рознью, не заниматься, не быть так. А футболки, тир, картка и та. Kaart geit er som Бодегдич, а у карты естественно. Мало ли ты там говоришь про другую карту. Так что вот такая вот ситуация. Все, я как бы уже 10 раз просился, но никак не можешь проситься. Ты оскорбил чувства норнийцев. Я оскорбил чувства только тех, кто оскорбляет и несет клевету про наш народ. Простых, обычных соседей, друзей, братьев. К ним только добро, добро, добро. Пусть будет мир в России, пусть будет мир на Кавказе. Дай Аллах всем мирного неба, счастья и здоровья. Мы только за то, чтобы все было у нас хорошо. Всем, как говорится, спокойной ночи, удачной рабочей недели. Если получится, в пятницу в 10 часов мы сделаем эфир. Если получится. Я надеюсь, что к этому времени я немножко подсуечусь. И в финансовом плане мы будем в более лучшем положении, и мы продолжим. За 3 дня мы провели 10 часов или 11 часов стрима. 11 часов мы рассказывали о своей истории и о полезных вещах. Всем вам за терпение огромная благодарность. Не забывайте писать, ставить лайки, оставлять комментарии. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Масу Адикюэль, Бюс Далдей Халюэль. Деба, Деша, Даха, Санхоми, Нохчикам. Дал это больше Масира, Бюс Далдей Халюэль. Сюгер Халхи Тархаллах, Индир Долош. Аллах твоих